TikTok'ta efir boshlayman. Marhamat, kirigiz. Так. Все, так. Запись. Просто я записываю на всякий случай на телефон и везде, короче, запись будем делать. На всякий случай. Так, все настроил, все видно, меня видно. YouTube давно не захожу, кеше зайды, болсагы 800 гына кеше утырды. Последний раз, вот очень было мало. Так, сейчас тут тоже запись начнем. Так, ассаламу алейкум рахматуллахи баракат. Бүгін 29-ына уже кірдік беттен, 29-ына кіріп кеттік бүгін біз, туғанлар. 29 март, уже бір-екі күн қала, уразабыз біті, енді, ну, мына рахатланып потом нәрсекей эфир жасарбыз енді, постараемся будем делать эфиры и так далее. Ну, ураза вақытында теге нешіктір пішірақ сөздер білен утырасы келмей, нешіктір білмеймін енді. Ну, в тот же момент нешіктір вақыт та бітті, илхам да ювалды деген кебек. Ну, все в одну кучу, короче, собралось, короче, да ведь? Вот. Поэтому начинаем эфир, бисмилля. Что я хочу сказать, инда. Тема эфира я не знаю, но задал такой эфир башқұрт һәм татар лидера деп мен эфир исемен бердім бүгін ютубка, и таким образом тиктокта да шулай ук была. Айтып өтем, значит, бірінші слева у меня ютуб, справа у меня посередине получается тикток, ну, один из тиктоков из трех, один. И третий телефон это запись, просто ДП, который я буду ускорять потом, чуть-чуть буду добавлять скорость и буду загружать по другим YouTube каналам для тех, которые не любят много балаболства. Для них, так скажем, я так подумал, короче, да. И плюс запасной вариант, чтобы вдруг бахнут, короче, мне YouTube или TikTok, у меня будет запись. Вот, так что вот, на всякий случай, да. Азыр окол кіре башлады. Шулай етіріп, туғанлар, бүтінігізіне ураза айы білән, само собой, еще раз тәбриклеймін. Уже біз күшлібіз, Аллаға шүкір, біз былдырдық. Представьте, да, уже 29 дней мы на посту, так скажем, Аллахның юлындабыз. И как бы это очень радует, что мы все, надеюсь, держим уразу. И надеюсь, мы все делаем ифтар, таравих читаем и так далее, и так далее. Мана бүгін мен не сидел в телефоне, как этот, кіріп кетесің телефонға, утырасың, шығып кетемесің и не можешь идти читать намаз. Поэтому сегодня я решил все ускорить, прочитал все на темпе, короче, и этот, бисмилля, вышел. Так, и кекеше YouTube-та, посмотрим, YouTube у меня прогреется сегодня или нет. Максимально YouTube нагада керегес, если что, если в ТикТоке не нравится. Если вдруг, у меня еще интернет может пропадать, сейчас считайте, вот один интернет будет раздавать на 4 телефона, раздает сейчас он. Поэтому он может, тяжело будет идти. Так, давайте вернемся теперь насчет темы эфира «Лидерлар». Бүгін, ну так, увидел, через неделю же он говорил как-то, и вот через неделю приплыло, слушал я Габбасова. И читая намаз, вот сейчас только что, и в голову одна мысль пришла. Вот я постоянно прошу у Аллаха Алямна, чтобы у меня какие-то были мысли, чтобы это, наверное, правильные мысли, так скажем, да, чтобы доносить до народа. Само собой, Башқұртстанға, Татарстанға һәм башқа бізге тиешлі дәүләтләргә бөтенесенә бу барып җитәргә тиеш дип уйлыйм инде. Шулай. Мен инде беләсез бит инде, татарчада кушып сөйлим, урысчада, короче, все будет подряд, но больше, наверное, на русском буду говорить. Почему? Потому что вдруг украинцы будут заходить в ТикТоке или где-нибудь еще мы увидят украинцев, чтобы они тоже понимали, как бы, если им послушать интересно, то мы топим за свободу Башкортостана и Татарстана и так далее, само собой, и другие республики, чтобы уничтожить Москву. Наша цель в оконцовке – это уничтожить Москву. Поэтому любыми способами мы это будем доносить. Теперь тема эфира. Лидер. Когда... Сейчас у меня чуть-чуть такой потасовка была в Телеграме. Ну, получается... Выскажусь насчет того, что в Телеграме было, уж не буду говорить, пусть оно там и останется, просто имеется в виду, есть много людей, которые не могут понять и за кем идти. И тут вот до меня это дошло, пришла мысль такая, да, ну, как говорится, от меня оно, может, не от меня оно пришло, да, так скажем. Аллах Та'аля мне подвел эту мысль, я так думаю. Манакурагас, когда
Вот представьте, везде есть где-то лидеры, и все упираются на лидеров. И когда про Габбасова именно это будет речь, чуть-чуть будет идти, про Кашапова можем добавить, там, ну, еще кого-нибудь, вспоминайте любых лидеров, короче, и приблизительно представляйте перед собой это. Лидер кто такой, зачем он нужен и так далее. Но что я хочу сказать, чтобы вы понимали, обширный это такой вопрос, обширная эта тема лидерства. Почему, так скажем, я изначально всегда я говорил холок белен, ну как бы с народом. Я с народом. Почему я хочу быть с народом? Почему? Потому что первое, это, как говорится, чтобы отпадала у вас мысль, что я высокомерный и так далее. Я аульский пацан стал, так скажем, родом из города, но люблю аул и, как говорится, последнее место мое житье было аул, да, так скажем. Место прописки это аул. А так жил в Москве, как всегда я говорил. И в итоге получается, не возвышаясь, такябрлексис, как по-татарски, да, без кибра по-арабски, без высокомерия на русском, на английском я не знаю, как это будет, как говорят, кичливость, короче говоря, да. Без этого я хочу предъявить всем, тем, которые ищут, идут за лидером и так далее. Вот особенно я часто читаю комментарии, я что-то в последнее время привык читать комментарии, чужие, представляете, да? Ну, мне же пишут комментарии и так далее. И таким образом я тоже как бы читаю комментарии, чтобы понимать речь. Я даже не слушаю, о чем там говорят. Сперва читаю комментарии, а потом уже дальше пытаюсь понять, о чем там говорится. И вот представьте, постоянно под комментариями Габбасова пишут: о, лидер башкиртов, лидер там, или там, ну, что-то такое, да, вот часто на такой сталкивался, может, и вы тоже сталкивались, как говорится, кто видел, да, об этом. Что я хочу сказать? Когда мы делаем упор на лидера, лидер, может быть, он говорит со своей башни, подобие меня. Вот я, допустим, говорю, может, вы не согласны. Базара нет. Я все ваши за и против принимаю. Почему? Как раз таки я говорю, мин холоктан. Мин холоктан, хочу двигаться. Холок, как говорится, мине әйтсе, как говорится, каким-то образом құлақ нешіктір солып, нешіктір мына бұл былай айтты, мына былай айтты, мына халық решать етергә тиеш бүтін әйберне. Но я себя лидером не хочу выставлять. Я не лидер, я вообще никто, можете сказать. Так, думайте так, как говорится. Просто мин Аллахны юлунда это делаю, на пути Аллаха. И когда мы делаем упор в лидера, мы можем попасть, как говорится, под общую гребенку, мировую гребенку, получается диктатура. Когда мы идем под лидером, значит, мы соглашаемся его всякими высказываниями, всяким дерьмом, от чего от него исходит. Шунарга тут получается потом недоразумение. Недоразумение в народе появляется. Какое недоразумение? О том, что народ будет 100% противоречить этому лидеру. Почему? Потому что ул яшап турган жерінде менә деген яшап тора ул. Какого хрена он будет, допустим, меня, или еще кого-то, или Кашапова, или Габбасова, или Айсина будут слушать? Нафига? И потому что... Почему? Я вам сейчас обосную. Почему? Потому что, когда идет лидерство, значит, склонность, смена его понятий, где он живет, допустим, вот жылығына үйде, эбеткіне живет, он хорошо живет, да, ведь, и херакс, короче, ты ему говоришь, давай так, короче, берем автоматы, будем сейчас воевать против Путлера, короче. Ну как вам идея, да, ведь? А я постоянно вам об этом говорю, это я не отрицаю даже. Но тут вот именно зарекаться под лидера и подписываться под лидера – это ошибка. Это ошибка не то, что вас, и меня самого, всех. Это получается, мы, если будем идти под одним крылом, так скажем, мы попадем в бездну, так скажем, в дыру черную. Шунарга, без, чтобы не накосячиться, чтобы этого не произошло, без жиын, мына башқұртларның жиыны не зря болған бит ол.
Не зря. Татарларда жиын болған мекен юкмы мен айталмим. Ну, мы общее население, общий народ, поэтому я не буду это разделять. Жиын, жиын инде. Это как бы сбор. Сбор людей, сбор просто народа, где решалось все проблемы государства. Таким образом, біздің ата-бабаларыбыз были, кстати, с этой стороны очень умные. Почему? Потому что они понимали, что какая-то деревня или где-то что-то могут быть несогласные. Подобие как Алдар Батыра, Салават Юлаева и так далее. Вот таких людей. Все равно где-то будут несогласные. И тут возникает опять лидерство. Чтобы этого не происходило, чтобы под одну гребенку люди не шли, нас должно быть много. Значит, мы народ. Мы из народа должны выходить таким образом, что у каждого промежутка вот эти полушария нашей земли, Башкортостана и Татарстана, и плюс еще тех новых мест, которые я хочу отнять, получается, от этого узкого мира, полностью, как говорится, мы должны это забрать и законсервировать под Башкортостаном и Татарстаном, само собой. Я не согласен с словами Габбасова. Маленьким вот этим запизрящим Башкортостаном и Татарстаном мы жить не будем. Мы обширно все территории мы возьмем, и, как говорится, никто у нас к этому, как говорится, не будет у нас. И зачем, почему задавать вопросы? Пошлем мы нахрен их всех. Шунарга, забирая все территории, создавая там такие, скажем, общие нравы этих местностей уже в одну гребенку, значит, получается, как я в тот раз говорил, или Северный Башкортостан, или Южный Башкортостан, или полностью мы идем до, как говорится, моря, полностью, и становится это целиковый огромный Башкортостан с Татарстаном вместе. И внутри что остается? Внутри остается. Все. Вот таким образом, там один лидер, это будет мало. Это будет косяк, это будет диктатура и так далее. Поэтому у нас лидеров должно быть много. И каждый лидер между собой как раз-таки будет бесконфликтно решать все вопросы. Почему? Потому что безге что-то может не понравиться. Вот почему я сегодня как раз-таки мы будем с вами еще раз прослушивать. Я так быстро прослушал, ни хера не понял. Может, мы послушаем Габбасова еще раз один раз. 17 минут там где-то у него. Много чего я против там, может за. Посмотрим, вместе с вами будем решать. Но самое главное, что лидеры должны быть именно башкорт татар болырга тиеш. Безнең Башкортостанда особенно башкорт татар болырга тиеш. Не только с одной колокольни башкортов и потом татары будут под это плясать. Нет, это такого не будет. Башкортостанда татары тоже такой же одинаковый 50-50 будет иметь голову. Татарстанда татарлар пусть 50-50 сами собой имеют, как говорится, полностью, там не 50, а 100%, чтобы они не делили какие-то дела с узкожопами. Это я как в другом эфире я говорил, мы будем контролировать Татарстан тоже. Башкортостан, без Татарстана будем контролировать. Почему? Потому что в Татарстане узкий мир не должен рулить. Я, как еще раз повторюсь, Алдар Батыра спускаясь, что почему Алдар Батыр или там из Юрматау какой-то еще один из юрматинцев был один, не помню, какой-то тоже восставший человек, не помню, как его звали, который пошел походом, как говорится, на Казань, чтобы спасти Казань и создать там ханство обратно, вернуть, как говорится, оторвать от узкого мира. А я, как вы понимаете, я говорил, минем түбім из юрматов, как бы, да, это минем арум юрмат, минем этот қортатайларым, қортатайларым яғы, юрмат яғындан бетін, Стәрлібаштан. И вот, что я хочу сказать с этим. Что лидерство с одной колокольной башни диктоваться не будет Башкортостан или Татарстанда. И кесен мне сразу хушев айтам. Почему? Потому что это будет мощный, абсурдное, біз теге күрәшкән, кан түккән эшебез нольга чыгачак. Нольга чыгачак, сугыш чыгачак эчтә. Шул сугыштан соң анда может быть уже внутренняя революция. Это нам не нужно. Почему? Потому что безне Башкортостанны ашый торган кешеләр дохрена, которые хотят его захавать. Вот это эшендә хазыр утралар, всякие вот такие, допустим, подобие подхабировым люди, вот эти все, которые терпят, которые сидят, они захотят забрать. Вы что, думаете, все просто, что ли? Нет.
Поэтому мы не должны им отдавать это. Поэтому подобие Габбасова, Кашапова, Айсина, которые примерно на нашем пути, фиг с ним, кто они такие, блин, примерно на нашем пути, на пути независимости, мы распределим Башкортостан на части. Мы распределим их, и мы будем над этим всем, как говорится, продиктовываться. Все мы, все мы. Не так, что, блин, только один забрал, даже это может не Габбасов быть, не я, вообще другой левый внутри какой-то черт может быть, и этот черт может все, получается, под себя загребсти, снюхаться с кем-то и попытаться загребсти подобие как Кадыров. Понимаете, вот этого не должно быть безда. Чтобы избежать этого, безда булашак холок белән әңгәмә. Холок белән без сөйләшергә тиешбез. И когда вот мы договоримся с народом, народ будет выставлять, ну это уже повторяться не буду, выставлять этих людей. Но выставить этих людей, чтобы народ выставил, мы должны, как говорится, этому подвести этот народ. Понимаете? Вот в чем прикол здесь. Поэтому парламент будет состоять из нас. Вот этот каждый, кто сейчас будет с нами вместе топить, получается, за свободу Башкортостана и Татарстана, это люди из парламента. Потому что нам куда деваться? Мы просто пойдем и вам создадим и все уйдем, что ли? Нет. Потому что жесткий контроль нужен быть. Как, опять вспоминая слова Габбасова, утозил урысларны телендә сөйләшәбез. Күккәем сөйләшәбез. Ни хрена сөйләшмибез. Урысларны телендә без сөйләшмибез. И урыслар теле булмаячак вообще. Бер кайда нахрен. Булмайшах. Вот этим я уже не согласен, понимаете? Дофига несогласных моментов. Как он там Челябинск не берет, не согласен. Оренбург на Бегансуляда что-то там. Договоримся с Оренбургом или нет. С Уральским регионом будем договариваться или нет. Не будет никаких этих регионов, поймите. Не будет. Не будет. Мы не будем плясать под слова Габбасова. Не будет этого. Будет полностью эти места Башкортостан. Башкортостан. Мыйгызга, полный рост. Не будет этого. Рядом с нами узкожопых не будет, как я говорил, и слева, и справа, и сверху, и снизу. Снизу у нас Казахстан, железобетонный Казахстан. Справа у нас будет буряты. Буряты, может быть, будут справа. Буряты. Слева Татарстан полностью будет там. Сверху море у нас будет, океан, я не знаю, как хотите, Антарктида, Атлантика, я хз. Наверху новая земля, вот что там, не знаю, океан будет вот этот чертовый. Понимаете? Назовем его океан Башкортостана с Татарстаном. Вот так название дадим им. Фиг его знает. Поменяем название, блин, на карте везде, блин. Google напишем, чтобы они сменили, блин, название. Примерно шулай, туганлар. Вот только таким образом будет свобода, вот только таким образом у нас будет какой-то диалект с народом. Потом он что-то говорил, но мы сейчас будем слушать, не знаю, как бы его на скорости, не знаю, мы сможем послушать его на скорости, не умею я скорость там добавлять в ютубе. Попробуем послушать на скорости. Но еще вспоминая его, один момент, что, это надо вспомнить, только что забыл, вот прикиньте, вот только что думал. Что он говорил? Короче, будем слушать. Давайте будем слушать. Короче, примерно я вам подвел тему. Получается, лидеры Башкортостана и Татарстана должно быть много. Нас должно быть много. И һәрберебез халыктан должны исходить. Халыктан гына без нәрсәкәй ычкынырга тиешбез. Халык белән генә без атларга тиешбез. Ни хрена мы сами по себе самовольничать не будем. Мы не будем самовольничать. Но наши критерии будут представляться. Мы будем говорить, халык будет его контролировать. Мы будем говорить, халык будет дискуссировать. Вот таким образом будем действовать. А не так, что, блин, килде, Ленин кебек, революция ясады, бүтінісін сікті қайтты, все, бітті шынымына. Жоқ, алай болмайшақ. Алай болмайшақ. Бізде біріне ондай хрень болмайшақ. Бізде конкретно болайшақ. Мәскәуіне генә бәріп қайтырға, полностью, шыстартып Мәскәуіне. Бүтін алтынларны, теге бір эфирда сөйледім, алтынларны қайтарыға. Алтынларны бүлерге бүтін регионға, алтынлар қойдан көп алтын кеткен, конечно, как-то нечестно, конечно, бүлерге керек по объему, откуда сколько выходило.
По идее, я так думаю, да? Ну, может, я не как крыса сейчас говорю. Ну, по крайней мере. Но главное, если Башкортстаннан әйбәт алтын кеткен болса, Татарстаннан, то ол кайтырга кирәк безгә. Допустим, алмаз до хрена кеткен болса, нәрсәкәйдән, Якутиядан, значит, Якутиягә кайтырга тиеш алмаз. Вот примерно шулай. Примерно шулай. Таким образом, дуслар, без лидерны определять будем по всему Башкортостану и Татарстану. Не один будет лидер. Лидеров очень много будет, и каждый лидер будет дискуссировать между собой. А, еще добавлю, вот как раз вспомнил, Нарсякей, насчет, говорил, что какие-то партии будут. Помните, один раз эфир был тоже, он говорил на той ТГ от надо, короче, какие-то партии будут, партии узкожопых. Тут я вам добавлю. Партии узкожопых не будет в Башкортостане. Никакой партии узкожопых не будет. Никто не будет ни либерал, ни демократ. Ондай нәрсә булмаячак. Урысларның партиясы булмаячак Башкортстанда, Татарстанда вообще. Оларны кешегә сайламаска. Олар кеше юк, юк. Олар просто будут вот как статуи, так скажем. Вот все, мәйт кебек йөриләр алар. Все, олар юк. Олар юк. Тірі үлік деп оны хисап етеді. Шулай ғана. Олар урысларны партиясы булмаячак. Ona Мәскәүдә сугышып, ызгышып, украинлардан аласалар, все, это вот ихняя байда, короче. Что хотят, пусть тут делают там в московском болоте своем. Но Башкортстан белән Татарстанда урыс партиясы булмаячак бер кашанда. Гомердә булмаячак андый партия. Башкортстанда булаячак парламент. Шуннан чыккан мына безнең кебек кешеләр могут создавать какие-то партии. Явно там коммунизм партиясы булмаячак, еще какой-нибудь ЭЦК партия булмаячак. Онда булмаячак анда партия. По сути безгә партия кирәкми нахрен. Бездә бер курултай булырга тиеш. Парламент булырга тиеш. Все. Безгә нахрена между собой какой-то делать партии. Бугыма кирәкме? Башкортстанда бер партия булырга тиеш, наверное. И Татарстанда берәү генә. Все. Безгә кирәкме әллә инде? Природной партии там, еще какой-то Куштау партиясы, Алсынов партиясы. Нафига, блин? Безгә нахрена между собой делиться? Вот этого я не могу понять. В узком мире созданы какие-то тупые какие-то партии, между собой они воюют. Нахрена? Нахрена? Бездә onun өчен как раз таки будет аппарат, как говорится, парламент, Курултай. Мына, безнең партиялар шул булачак. Все, это целиковое. Это бүленми ул. Бер кая бүленмәячак ул партиялар. Ул күтсеберә кирәк ул партия бүленү белән. Ул бит бүленү, значит, кешене ызгышу. Значит, если, прикиньте, теперь как раз параллель, проведем параллель, вспомнил. Если партия будет, вам как раз таки это насквозь, блин, это пример сейчас новейший. Эрдоган со своим оппонентом. Вот эта партия. Нахрена нам это? Нахрена? Я вам до этого, сколько я говорю, нам это не надо. Внутри раскол не нужен нам. Аллах сокласын. Безгә андый раскол эштә күтсеберә кирәкми. Гомердә кирәкми. Получается, безнең ишебездә Башкортстан белән Татарстан эшендә Башкорт белән, точнее, Башкортстанда булырга может раскол Башкорт белән татарны арасында. Но Татарстанда бит андый нәрсә юк. Если татарлар гына затупки, если они не засунут вот это свое какой-то узкий мир, то у них порядок будет. Там нет вообще разногласий, не должно быть. А мына Башкортстанда булырга может Башкорт белән татарны. И вот это, чтобы не было вот этих партий, не было. Татар партиясы, Башкорт партиясы булмас өчен бездә как раз таки будет парламент с Курултаем, который же будет это все решать там. Так скажем, все общее будет. Башкорт әйткәне дә колак салына, татар әйткәне дә колак салына. Әңгәмә икебез дә тиң бәрабәр булабыз анда. Тиң бәрабәр, андый нәрсә булмаска тиеш. Берсе өстә, берсе аста. Вот шунда потом будет у нас Эрдоган 2. Даже хуже. Хлестнемся. Поэтому, чтобы этой херни у нас не было, мозгокрутство, бездә бернинди партия булмаячак, бернинди нахрен деление. Урысныкын вообще онытыгыз, вообще булмаячак. Потом, да, он еще говорил, марийларны, чувашларны, удмуртларны партиялары дияләр бит, әйме?
Оларга да ход воли бермәскә оларга да. Чөнки оларны да үзләренең республикалары бар. Туда поедут, и там будут парламентарами работать. Парламентарию там пусть строят нахрен. Обучаются пусть у нас, едут там, воюют у себя. Пусть хоть что создают там у себя. Понимаете, смысл какой? Это как раз таки будет этническая зачистка. Безгә кирәкле халык калачак, күтен сикертмей торган. Күтен сикертә торганлар чыгып китсеннәр нахрен. Безгә күт сүбәрә кирәкме, которые дебоширы, так скажем. Чөнки нәрсәгә теперь подкрепляю свои доводы. Если вот эта хрень, парламентская тема, лидерство, все это одинаковая тема. Если это произойдет вдруг, появятся какие-то сраные демократы. Если bizning Башкортостанда, Татарстанда демократы, демократия будет уже конкретно, уже внутри, блин. Мы же не будем против всего, мы же хотим цивильности. И значит, если у нас демократия будет, нахрена нам партия демократов? Или партия вот этих всяких чертов, трамплинов. Трамплины и демократы. Как это там, республиканцы, нам не надо делиться. Поймите, деление это война. Деление это война. Тухтамыша, если помните историю тоже, Тухтамыш вроде бы, или кто там, делился тоже. Че он туда-сюда бегал туда-сюда, литовскому барину ездил за помощью, туда-сюда, потом чпокнули его где-то. По истории же так, туда бегал, сюда бегал, и все равно его потом Тимурлан, что ли, его догнал, все, и как говорится, отымел. Вроде бы так было, да? Если я ошибаюсь, подправьте меня в истории. Поэтому вот этого тухтамышевской темы не будет. Не будет. Внутри Башкортостана особенно мы не будем делиться на какие-то партии. Бір партия была. Партия Башкортостана. Все, хоть тресните там, блин. Башкортмы, татарсыңмы, шуны ішінде болашақсың, шунарға сен құлақ саласың. Все, шулығына, блин. И бір конституция болашақ. Болмаяшақ. Демократлар конституциясы, еще атак-сатак, күтләк партиясы. Yok, андай партиялар болмаяшақ. Булмайшак. Все, уж нәрсәне оныторга. Поэтому вот такие моменты, подобие Габбасов лидерами, мы будем обсуждать. Пусть он выдвигает свои темы, базара нет. Как говорится, без битинды шуннан үшін әңгәмә ясарга тиешбез. Мы должны к этому, как говорится, идти. Поэтому мы никак не будем согласны с этой херней, которую выставляет порой иногда Габбасов. Но в то же время мы не против Габбасова. Потому что без күбәергә тиешбез. Biz Kubayerga tiyishmiz. U kish o'tirgan bilanmi, o'tirmaganmi, bizga poxrin, narsa ishlagan, tigi dunyoda u o'zi javob berashak. Har birimiz zalotoy tugilimiz endi. Har birimizning kasagimiz bor. Поэтому не надо, как говорится, kut teshigini shuqinib o'tirara. Самое главное, bizning цель одна должна быть уничтожить Москву. Biz если вместе, совместно уничтожаем Москву, онардан лучший брат юг, понимаете? Онардан лучший брат юг. Все, наша цель идентична должна быть. Уничтожение московского вот этого болота сраного. Все. На этом, как говорится, я вам, надеюсь, все объяснил. Сейчас будем слушать этого Габбасова, и сейчас я перезагружусь как раз здесь тоже. И будем отвечать уже по вопросам дальше. Сейчас комментарии тоже почитаю. Сейчас я найду его, где я слушал его. Сейчас. Так, ikki kishi narsaga TikTok'ta 37 киши в этом. Так, салям всем привет. Что за чепуху несет чел? Как вам проект Штаты Идель-Урал? Проект Штаты Идель-Урал, она içine bitinde, bütünüsü kirek bitinde. Это наружная часть подобие Турана, так скажем, только мини, да? Это можно будет потом создать. Я же как раз таки в своих эфирах говорю, я никогда же не говорю, что Эрзя Мокша нам будет враг. Я же не говорю, марыйлар бля удмуртларна шығарып жіберген. Наоборот, я всех внутрь загоняю, чтобы Удмуртия останется внутри Башкортостана с Татарстаном. Она никуда не может деться. Мы потому что идем дальше. Пермь забираем, Коми забираем, Ненецию забираем. Все это будет внутри Башкортостана. А внутри
Башкортостан, они как хотят пусть себя называть. Ненейцы, камики, удмурты. Телесе нәрсе исем кушсынlar. Бізге похрен, блин. Ишмат Ташмат болмаймы, нәрсе кушса был, Равшан Джамшут болмаймы, нам похрен, как они будут себя называть. Самая главная задача уничтожить узкий мир, чтобы по краям везде у нас были, вот как ты говоришь, Идель-Урал. Идель-Урал был сам Танжир. Я буду рад. Там, чтобы нигде русские, вот это «р», слово «р» не было слышно, понимаете, нигде. Никакого Оренбурга не будет. Запомните, Оренбург, он утулав полностью. Никакого Челябинска не будет, Екатеринбурга не будет, Пермя не будет, Коми не будет. Вот это все не будет, поймите. Будет оно внутри Башкортостана. Коми, все. Удмуртия, все. Пермь вообще это полностью будет Башкортостан. Слово Пермь можете забыть уже на карте. Его не будет. А Оренбург тоже не будет. Его тоже забудьте нахрен. Его тоже мы раздербаним на 3 части. Какую-то часть Казахстан, Башкортостан, Татарстан. Все будет отжиматься. Самара, Ульяновск полностью это будет Татарстаном. Я примерно так уже понял. От Волги все будет Татарстан, короче. Все, потому что я там думал об этом, кому это откинуть. И это явно не Эрзем-Окшинские места. Это наши места, это места, как говорится, в Великой Тартарии. Поэтому, как говорится, это все тартарские места. И, значит, в Тартарию кто входил? Это вот, значит, это мы. Все, Тартария, значит, Татардан шыққан, значит, шул татарны жері болашақ анда. Башкортныкі, татарныкі. Короче говоря, экспансия Татарстана будет обширна на левую сторону, в сторону Москвы. А Башкортостанныкі в сторону Башкортостана, в сторону Челябинска. Вот эти все экспансируемые места, полностью это будет наше. Все. Как говорится, как этот узкий мир говорит, свою гавань вернулась, Крым. Вот, мы тоже свою гавань загоним все наши земли. Проблем нет. Keine проблем. Так, сейчас, секунду, давайте. Просто вот как раз, ага. Проект независимого Башкортостана «Экономика». На той неделе какая-то хрень была. Ну, сегодня экономика. Давайте вот будем слушать. Сейчас постараюсь улучшить. Чуть-чуть давайте послушаем и будем отвечать попутно, потому что я не забываю. Комитета Башкирского национального движения за рубежом. Габасова помните, сегодня да? Мы продолжаем рассказывать о нашем проекте будущего независимого Башкортостана. Что интересно, его только 357 просмотров было. Вот я не знаю, у него не прет этот канал, 805 подписчиков только. Ну, не прет канал. Есть еще, подписывайтесь под него тоже. Кубайсан кешесе, но толковый кишеляр подписывайтесь только туда. Бестолковые там не нужны. Подписывайтесь те из Башкортостана и Татарстана, которые конкретно рулят за свободу Башкортостана и Татарстана. Это, кстати, онда урыслар кирмягыз ондан, нехер там делать. Наша задача, как говорится, поднимать любые каналы, которые говорят о независимости Башкортостана. Другое нахрен нам не нужно. Все, узкий мир нам не должен нас вообще интересовать минимум 100 лет. Сейчас, вот начиная с этого года. Каким мы его видим? Давайте, как мы его видим. В предыдущих 2 наших выпусках мы поговорили об административном устройстве и политическом устройстве будущего независимого Башкортостана. Сегодня мы поговорим о важной составляющей любого независимого государства – это экономика. Итак, каким мы... Здесь перебью, Гафуйтас, вот здесь комментарий, этот, давайте прочитаем, обширный комментарий человек написал, пока не удалилось. Отвечу. Прочитай комментарий от подписчика, ну я не знаю, кто это, попутчика. Приветствую, а как насчет Екатеринбурга и других городов, которые находятся на территории этих земель, но при этом это миллионный город, вы всех русских как выгоните? Насчет узких, я в каком-то эфире говорил, выгонять мы никого не будем. Мы будем принуждать, выгонять никто не будет. Вот как они Крым аннексировали, то же самое будет, но только у нас будет по-человечески. Долбить, как долбили крымских татар, у нас не будет. Долбили, как украинцев, нацистами называли, такого у нас не будет. Узкий мир будет внутри, но, я в одном эфире уже говорил об этом, будет оно таким образом. Учат башкорт тілін, вот, учат башкорт тілін, получает паспорт. Не учат башкорт тілін, или татар тілін, это ко всем территориям относится, башкортам, татарам, не учат вот эти 2 языка, выметаются в Москву. Все. Стоп, не выметаются, живут без паспорта.
Вот живут без паспорта. Вот как хотят, так и пусть живут. Без паспорта они на работу не устроятся. Никуда не смогут ничего сделать. Кутыюк будет учить язык. Все, вот наша задача. Получается, этих, как они нас, бусурманами называют, а я их называю узкожопых. Узкожопых полностью мы будем, как говорится, исламизировать, так скажем. Этих финно-угров мы приведем к порядку. Приведем, как говорится, форму закона Башкортостана нового и Татарстана. Вот это наша задача будет. Не нужен нахрен нам такие узкожопые, которые будут вспоминать опять Ленина, коммунизм, Путина, в конце концов, уже потом уже путинизм останется у них в памяти. Этот путинизм, вот это 25 лет путинизма. Безге олар кирякми. Не. Поэтому Екатеринбург, Челябинск полностью будут отходить под Башкортостан. Половина его отойдет тем, кто там есть. Кто там хозяева. Вот к ним отойдет. Пусть Бурятия забирает, нам похрен. Кто его заберет дальше, нам не нужно. Но по Алдар-Батыру даже Курган, говорит, в Алдар-Батыре говорится, что это Башкорт-Жерляры. Если даже Курган Башкорт-Жерляры, то и Курган мы будем отжимать. Поэтому, значит, не только Челябинск, остановка не только. Мой аппетит растет по истории. Так что не обессудьте. Может, я до Дальнего Востока дойду дальше. Хз, короче. Поэтому, где проходила нога, рука башкорта и татара, все это наши земли будут. Все. Это насчет этого больше нет, я думаю, как говорится, ответов. Примерно так. Я тоже за распад Рашки. Альхамдулилля. Конечно. Это салам алейкум из Казахстана. Ва алейкум ассалам. Хайрлы ирта, хайрлы киш. Финно-угры сами пострадали от русских, не надо их оскорблять. Но нет, финно-угры не от русских пострадали. Финно-угры, вот эти финно-угры-то сами-то и стали такими гестапами. Сами внутри, сами произвели таких путинососов. Вы сами виноваты. Слабые вы, слабые. Понимаете, вот в чем проблема. И вы с этой слабиной создали и у татар, и башкиртов слабину. Понимаете, вы даже не то что себя уничтожили, вы и другим помогли уничтожиться. Вот ваш косяк. Вы теперь сейчас, всякие, навальнисты, не можете стать против Путина. Почему? Потому что у вас нет жилки стать. Понимаете, не можете встать, Вот этот ваш косяк. И вы нам не давали вставать. Вы бы в свое время давали бы нам вставать, подобие вот этих нормальных финно-угров, так скажем, узкожопами я их даже называть не хочу. Финно-угры нормальные, которые реально из Москвы, финно-угры нормальные. Хорошие русские, я не буду их называть, они тоже лицемеры. Вот эти, вы, нормальные финно-угры, которые еще остались цивильные, с головой, вы в своем народе должны вытащить человека, который уничтожит вот этот гестаповский режим, понимаете? И даст от чистого сердца, по идее, без войны могли бы дать независимость этим странам, моим странам. Вот ваша задача. Это мужской поступок. За такой поступок даже Трамп охренеет. Не захочет Гренландию даже забирать с Панамой. Понимаете? Он скажет, ни хера себе тут, Вот, понимаете? Это, конечно, вы не поймете. Это нафс. Это арабское слово нафс. Это эго на русском, да, если правильно переводить. Эго, получается, человека, оно ненасытное. Вот как раз таки сейчас вот во время уразы, я в тот раз тоже говорил, да, все вы знаете, во время уразы все шайтаны на кандалы, короче, Аллах зацепил, все, нет шайтанов сейчас. Но нафс есть. Нафс внутри нас есть, который спит, не хочет намаз читать. Вот это нафс. А у путинососа этот нафс жадность. Сует все пальцы рук, ног, чужие ноги сует в рот. Все хочет забрать, сожрать. Он даже докопался до этого. На днях только загружал карту. Гагаузия. Гагаузия Молдове. Гагаузом дышать не дает. Гагаузов хочет расчленить от Молдовы. Нахрена, да? Вот это зачем? Это зачем? Вот я не могу зайти, получается, мне в Башкортостан.
Это я из той моей категории Северный Башкортостан и Южный, да, примерно, да? Даже хуже это, да? Зайти туда и сказать, так, Уфимская губерния будет здесь. Башкирты, выметайтесь. Понимаете, путинасос вот такую тему гонит везде. Пытается в Молдове расчленить. Ну тогда иди расчленяй тогда Турцию. Расчлени Турцию на армян и на турков, в конце концов. Есть вообще турки? Или все армяне там? Расчлени, если можешь. Вот примерно то же самое. Расчленители хреновы. Так, давайте дослушаем сейчас. Ответим потом там экономику независимого про Башкортостан именно, да, речь. Республика Башкортостан будет осуществлять свою экономическую модель развития, основанную на глубокой переработке природных ресурсов с внедрением инновационных технологий, развития IT-технологий и поддержки частной собственности и бизнеса. Будет проведена национализация всех природных ресурсов Республики Башкортостан. Мы говорим о национализации, а не о государствовании. То есть смысл в том, что все природные ресурсы Башкортостана, все, что приносит доход от башкирской земли, является достоянием всей башкирской политической нации и должно служить ей. Поэтому, если частные или смешанные компании работают от природных ресурсов нашей нации, это возможно только при двух условиях. Первое. Но сейчас, прежде чем я расскажу об этих условиях, я бы хотел сказать коротко, что такое башкирская политическая нация в нашем понимании. Это все те граждане Республики Башкортостан, которые живут в Республике Башкортостан, являются, еще раз говорю, ее гражданами, вне зависимости от национальности, вне зависимости от вероисповедания. Это могут быть башкиры, татары, чуваши, марийцы, русские, удмурты и так далее, и так далее. Любые национальности, которые проживают на территории Республики Башкортостан и являются ее гражданами, они все составляют башкирскую политическую нацию. Итак, две составляющие, два условия, если компания работает, разрабатывая наши природные ресурсы и перерабатывая. Первое. Они должны работать так, чтобы не уничтожать окружающую среду природы республики, а также не вредить здоровью ее населения. Да, это То есть Габасов. условия контракта должны быть такие, чтобы производитель брал на себя все необходимые расходы по экологическому производству Габасов. и предотвращению вреда населению. Ну, что-то читает, конечно. За нанесение ему, населению имеется в виду, и республике вреда своими заложенными в страховой фонд активами. Что это означает? Это означает то, что любая компания, которая будет заниматься разработкой и переработкой природных ресурсов, должна нести ответственность перед населением и перед республикой. Она должна обязательно вкладываться в инфраструктуру той территории, где она будет работать. Она должна нести социальные обязательства, она должна строить дороги, она должна строить школы, детские сады, больницы, какие-то культурные здания культурного значения и так далее, и так далее. Она должна обязательно брать определенный процент на работу, определенный процент населения местного. Она должна отчислять доходы в местный муниципалитет. Обязательно. Допустим, по примеру индейцев Северной Америки. Вот этот абзац. Все, давайте сейчас, потом он сейчас другую тему начнет. Теперь я понял. Вначале что-то быстро я слушал его, ни хрена не понял, короче, был в отключке, как будто бы. Теперь дошло. Теперь я вам отвечу, где он сейчас косячит. Манахорагас. Сейчас прозвучало его, вот вы все послушали, да, ведь прозвучало, вы потом дома можете еще раз послушать его. Вот этот момент, что муниципалитетом, короче, где будет вот эта фирма, и он что-то будет платить где. Я не согласен. Вот этой херней. Онарда эледе бошанда узкий мир. Он живет в узком мире, так скажем, да, в русском мире. У него как бы распределение башкортостанских действий идет как вот в русском мире создано, так и идет. Но только примерно, что он меняет, типа дает поблажки, как бы надо асфальт сделать, допустим, да, это сделать, это, а потом хоть джаханнам тишигна копай, бери все, что хочешь, сделай, и чтобы все были сыты. Примерно так я вам формулирую его мысль. Теперь послушайте меня.
Onday hal bo'lmayashaq. Narsaga birinchisi Boshqirdiston bilan Tataristonni qo'shib aytam, ikkisini aytam. Xo'jasi была xoliq. Это раз. Придя туда, какая-то компания, допустим, вот я во Франции, французская компания приходит, допустим, начинает копать золото, допустим, да, и он типа будет все там инфраструктуру. Ни хера, оно так не работает. Это конкретно узкомирная система. Это система СССР, узкого мира и так далее. Это опять вот это, как говорится, хозяйничество. Бутур кельмей. Потому что он не можешь контролировать, что он даст ли народу что-то или нет. Это косяк, это мощнейший косяк для опять обычного народа. Почему? Потому что если Каранашпан, если вспоминаете Каранашпан, который воняет постоянно, жалуется, где он там, Старлитамакта или Койдал, Каранашпан, или под Уфой где-то Каранашпан. Этот какой-то вонючий пластик делается, австрийский, короче, этот пластиковый хрень, короче. Кранашпан или, короче, наша шрайнонда. Не знаю, что это. Материал какой-то строительный. И вот прикиньте, и что, кто-то что-то достучался, что ли? Что-то произошло, что ли? Нет, конечно. Нет, везде коррупция. Ничего не происходит. Это идиотизм. И поэтому такой ход действий старого метода только под новой оболочкой нам не нужно. Это лживая обманная пропаганда тому, что без лохбес. Опять мы проглотим такое же дерьмо, но только другой обвертки, более красивой, так скажем, да, в виде слов Габбасова. Bizga bu to'g'ri kelmaydi narsaga. Chunki xoliq bu narsaga javobgarlik degan narsani bermasga tegish. И xoliqqa ul kompaniya javobgarlikni тоже bermasga tegish. Narsaga, chunki xo'ja davlatda, davlat bo'larga tegish xo'ja. Значит, xoliq xo'ja. Значит, поставленные в парламенте и везде люди, и президент, в конце концов, будет над этим рулить. Каким образом? Значит, полностью, перед тем, как заходит, допустим, фирма какая-то из Франции, допустим, Рено, или хрен знает, что там, Peugeot, допустим, не знаю, их марки, заходит туда, допустим, выкапывается, что-то там, строится, что-то там, да, все, да, все. И значит, когда заходит туда, город берет ответственность какую? Полностью весь город растет. Инфраструктура, люди, пуди, бутунейбер, бетерля. Потом, когда уже заходит цех этот автомобильный, допустим, да, вот как в Андижане у нас, да, было, короче, корейская вот эта Дейо Нексия заходила, в первые времена Тико выходила, такая хорошая машина была, мне нравилась. Вот примерно, когда вот она заходила, что там произошло, я маленький был, я не знаю. Суть какая? Заходит, допустим, вот такая фирма. Весь город цветет. Это значит, полностью шулзавод кырлары, шахар, халық, бүтін нәрсе тәминләнә шул арқалы. Шул арқалы. Как раз из той категории, которую я вам говорил. 3 года сидит президент и меняется каждый год наша столица. 3 yıl Уфа, 3 yıl Сарытамак, Ишимбай, Баймак, онда Пермь жерлерінде, Коми жерлерінде тоже будет наши столицы. Мы будем передвигать эти столицы. Челябинске тоже будет столица. Екатеринбурге тоже будет столица. Проблем нет. Каждое передвижение 3 года президента будет определять наше положение развития этих территорий. Чтобы из пустыни или там из пещеры Шульганташ сделать нормальный город, цивильный. Не как, конечно, как сегодня там в Майами и в Таиланде вот это землетрясение было. Не так. 100 этаж üstке мендерге түгел нахрен. Спокойно үйлер құруға. Оғаштан нормально биік түгел үйлер құруға керек. Дахрена биік құрмасқа керек нахрен. Нахреннан биік, жер дахрена бізде болашақ. Құрабыз мына Европада кебек, Норвегияда кебек. И 1-2 этаж, 3 этажлы үйлер құруға керек. И все, кішіше. Понимаете? Не так, что ползти наверх, өлім артынан. Поэтому
когда заходить будет каждый город фирма, значит, он отвечает шуны холкана. Значит, у холганда ish bilan birinchi ta'minlana, oqsha bilan само собой зарплата, пенсиялар, bütün эйберлер mana шул orqali bo'lajak. А когда он говорит, что он должен сделать дороги туда-сюда, нет, нет, никто ничего не должен. Эта фирма будет договариваться именно с этим государством. Это государство все это создает, потом от этой фирмы имеет свои бабки. Вот и все. Проблем нет. Нам нахрен ул яғы қараңғы, бізге ул керекми? Ул халыққа керекми? Чтобы потом они бегали за фирмой, когда вы помните, в Казанда, Уфада застройки. Построят нахрен 100-этажные здания, потом ищи свищи. Где? А, бабки улетели, а они отдыхают в Египте где-то. Джаханам Тишиганда. Было такое? Было. Нам нахрен такие люди. Сколько этого воровства? Нет. Безга уже это не прокатит. Безга гарантии кирак. Без лох тугуляйнда. Без лох болсак, блядь, был мин сулямас мында. Понимаете? Поэтому гарантия давлять булашак. Давлять суляша. Бизнесмен. Алу сатуши. Доктор. Стоматолог. Проститутка, бүтін әйбір нәрсеке болады. Дәулет, бүтін әйбір дәулет болашақ. Дәулет ішкерте оларны, значит, оқшасын ала. Халықны тәминли. Все, бітті, не нужно нахрен ставить вот этому Рено, Кронашпану, Пежо, Алтын Шықышыға, нефтяникам. Не надо. Не надо создавать от путинского режима второй путинский режим. Нам не нужен это нахрен. Везде там Газпром рулит, Сечины, Печины, блин, да? А потом Кишер, бля, Башкортостанда кола. Нахрена? Нахрена все подписывать под одну гребенку? Нам не надо такие болезни. Опять шундык, язва. Идем дальше. Надеюсь, примерно я вам донес. Дальше уже сами интерпретируйте. Если где-то что-то добавляем, и пишите что-нибудь там, комментарии, если согласны, не согласны. Будем, вот таким образом мы должны решать. Холок, блядь, ушоды, ушомады, кайсыдыр жида мен перегнул, значит, вы скажите в лицо мне. Нужно научиться принимать все ошибки и не ошибки. Битыңны таран қылыш керексің. Конкретно любой нарсаға ты должен быть готов. А не так, что, блин, что-то сказали, о, все, его убить нахрен. Нет, такого не должно быть. Это как вот Эрдоган, опять напоминаю. Урод Эрдоган засунул своего оппонента. Нахрена? Потому что куты манака джим-джим кляпты, да. Кутыны сыгря улилар. А он уже очканул, засунул сразу его. У нас такого не будет. У нас полностью будет парламент. Никто не будет, один президент взял, засунул одного. Ни хера такого не будет. Президента мы сами самого засунем. Халық белән бергә. Только халық будет рулить везде. Идем дальше. Все знают, да, они сейчас на данный момент живут в резервациях. Это территория, можно сказать, что это государство внутри государства. У них там свои законы, которые не подчиняются законам. Давайте же комментарий много. Площадь Башкортостана сколько? Надо посмотреть, хз. Поддерживаю. А что насчет риска захвата власти авторитарными лидерами? Вот именно. Поэтому я и говорю, что парламент и не даст захвату этому. Парламент как раз таки, парламент не даст вот этим авторитарным диктатурам каримовским, да, вот эта херню, сейчас Мирзияев там, да, Тукайка, Мамали Рахмон, хайванский, таджикский, черт. Вот этого не должно быть у нас. Вот именно я и говорю, что 3 года менеджер приходит, 3 года менеджер, это президент. Все, не будет как Трамп, не будет нахрен. У нас примерно как Европа будет. Вот в Европе постоянно, и в Норвегии, везде я видел, одни только эти, блин, вот эти продвигатели, ну так скажем, работник. Пришел, оттарабанил, ушел, все. Это Столтенберг был. Помните, Столтенберг? Офигенный был. Потом после него пришла эта овца жирная, блин, свинья, это нацистка, короче, пришла в Норвегию. Все обосрала. После этого, понимаете? Вот так не должно быть. У нас должно быть конкретно так. Ищил, да, күтін қысып отырға жыл президент. Понимаете? Просто он контролируемое лицо будет. А над ним контролировать будет парламент. Вот так должно быть, не как в Грузии, блядь. Продажные шкуры, как в Грузии, не нужны нам.
Нас никто не будет покупать. Мы нигде никому не будем продаваться. Bütün boyliq Boshqirdiston bilan Tatariston ishida bizga kimga sotilirga biladi. Bütün evir bizniki. Kimga sen sotilasan? Bütün davlat bizniki. Biz bir kimdan взятка olmaymiz, sotilmaymiz. Biz нахрен нам надо, ничего не надо нам, понимаете? Перекупить нас невозможно будет. Нам не нужно это перекупание нас. Понимаете, вот в чем прикол. Но заставить нас захотят. Заставить захотят. Всякими движениями, подобие Трампа, там скажет, вот это закручу. Да пошел нахрен, блин. Закрутит он, блин. Вот как раз, когда они будут закручивать что-то, как раз таки я из той категории. А почему я говорю, что Азию мы должны, как говорится, совместить вместе. 5-6 вот этих государств, которые я постоянно повторяю, мы будем вместе. Нам не нужна вот эта сраная Туран, Эртугрулы, блядь, всякие черти, блядь, не нужны нам они, блин. Нам нужно свое туганлы, кырда, яшаган, халыклар белән мы будем делать общие какие-то движухи. Вот и все. Так, сейчас. Гражданское общество должно активно участвовать в политике. Вот, самое ключевое слово. Bütün халык должны быть в политике, головой засунуты. Эбисы да, бабаи да, bütünüsü. Bütünüsü должны быть начитанные и так далее. Почему я говорю это? Возвращаясь к нашим временам. Бабушек, дедушек мы уже похоронили. Остаются родители. Но и родители уже научились пользоваться телефонами. Значит, мы уже в 21 веке. Значит, 21 век тага кешелер кола. Значит, мы все, хочешь не хочешь, будем иметь доступ в интернет, уметь и знать. Значит, легко быть политиканом. Легко быть вот таким, как я, допустим, говорящим головой, так скажем. Короче говоря, любой может открыть себе Google, посмотреть, что происходит. Все, вот так. Все должно быть открыто. Башкортостанда, Татарстанда, все телевидение, все радио будет открытым. Что-то не нравилось, пошел на радио, пожаловался, сказал, услышали. Даже это не надо. Я в других эфирах всегда говорил, написали прямой парламентка письмо, и письмо должно дойти. Почты работать должны 24/7, блядь. Ежесекундно почта должна ходить, блядь. Быстро должна она ходить, блядь. Почта. Любая, бумажная, электронная, любая почта. Вот что такое цивилизация. Нам не нужны эти узкие миры, где воруется почта, не доходит, ага. Или там срывает в тюрьмах, открывает, читает, ага. Нельзя, типа, Навальному писать письмо. Сдох, вот. Понимаете? Вот примерно вот этого не должно быть. Поэтому все должно быть открыто. Открыто для народа. Да, я, может, больно такие вещи говорю. Это неисполнимые вещи, я говорю. Но мы к этому идем. Мы должны это сделать. Biz Allohdan qo'rqqan bandalar bo'lsak, biz shuni ishlaymiz и ishlarga tejibmiz. Halallik kiritamiz biz Boshqirdiston bilan Tataristonga. Birinchi o'rinda halallik bo'la bizda. Bizda gunoh, как говорится, ishlov biz uchun самый первый косяк bo'lacak. Mana shu Boshqirdiston bilan Tataristonda gunoh ishlov. Именно o'zingni davlating uchun. Где-то там что-то там что-то сделал, допустим, ударил кого-то или там чпокнул кого-то, убил в конце концов. Это просто статья, короче, все, понятно это понятное дело. Но вот продажность и коррупция против государства, это все, это будет пипец этому человеку. Вот эта тема, грязь, вот эта харамлых, да, так скажем, вот этого тема именно, оно будет вообще караться конкретно. Вот примерно так я излагаю, да, косяки людей, что дисбаланса не должно быть. Вот, допустим, вот опять напоминаю Эрдогана со своим оппонентом. У нас не должно такого быть. У нас президентского оппонента помимо, вообще во сне у вас не должно быть даже. Не будет парламент. Вот парламент, который будет контролировать это, а президента вставлять будет народ. Вот именно тот народ, который будет избирать этого президента, понимаете? Вот он и будет ставить. Ну, еще раз, для тех, кто новенький здесь, повторюсь, как оно будет происходить. В каждом кантоне, если вот Габасов говорит, на кантоны будем делить, ну фиг с ним. Я даже канал открыл, Кантон 2025. Подписывайтесь туда тоже.
Короче говоря, кантоны, если мы разделять будем, значит у нас кантоны будут огромные. Кантоны будем увеличивать. Поменьше, которые сейчас, мы их добавим, увеличим до такого варианта, что может быть полностью, допустим, Уфимский регион, это будет один кантон. Примерно Уфимская вся вот это полушарие. Каранда, Учалинский одно, Миас тоже внутри этого будет все. Челябинск это один кантон будет. Кантоны вот такие сделаем, это как раз таки окажется как штаты в Америке. В Перми, допустим, Пермь на 4 поделим, сразу оп-оп, на 4 пирог поделим, 4 кантона в Перми будет. В Коми там тоже какие-то кантоны будут, допустим, еще Комины Узена добить берега керек. В Ненеции также, Ненеции тоже кантоны будут. В Ненеции своя территория будет, и еще наша территория кантонская будет. Вот мы поделим его на большие кантоны. Не маленькие, которые сейчас, точнее в прошлом были, а огромные кантоны, которые там как раз таки будет образовываться президенты. Короче, вот этот кантон избирает 1 год. Второй кантон 3-й год избирает. Вот так каждые 3 года каждый кантон будет избирать президента своего. Вот так будет. Само собой, президент будет башкирт или татар, крайняк. А так постоянно Башкортостанда башкирт боларга тиеш. Татар вообще был тиеш президентом. Потому что опять будет война, опять будет вот это национализм, опять какая-то хрень будет. Поэтому Башкортостанда президент һәр вакыт булачак башкирт, мына кырда утырганнар, анда-монда йөргәннәр татар булырга может. Потому что онарга укырга может и так далее. Это не будет, это нацизма в этом теме не должно быть вообще. Там не должно быть от башкирта излагаться, что бар казанна кайтып кит нахрен. Такого не должно быть. Такого не... Уже Алсынов такой сказал, уже такую хрень ляпнул, утраенда хазыр. Кара халаганда, манда, блин. Онда уже ондай хәл булмаячак. Башкир белән татар күтен кысып шунда яшәячак инде. Потому что мына мин дә шул Башкортстан татары, Башкортстан башкорты мин дә шунда. Үзбәк ханым булса да. Понимаете, я куда, что, куда меня вы отправите, блин? Рязань, что ли, меня отправите? Или куда, я не знаю. Примерно вот так, понимаете? Поэтому, исходя от этого, мы должны башкорт белән татар мәхкәм булырга тиешбез. Мәхкәм, урыска каршы гына. Урыска каршы. Безне башка дошман урыстан бу дөньяда юк. Европейцы безгә дошман түгел. Мы их даже знать не знаем нахрен, блин. Американцев вообще подавно мы нахрен не знаем никого. Поэтому безнең дошман урыс. Синин как раз таки кушның, куршың душман. Твой сосед, твой душман. Поэтому мы обязательно, говорится, должны над этим поставить точку от этого ужаса. Сейчас прочитаю комментарий. Пойдем сейчас потом слушать сейчас комментарий. Язалар кишилер, просто не хочу обидеть человека. Так, вот это политики, да? Вы хотите Татар отдельно и Башкортостан отдельно или татаро-башкирское государство? Yok, Татарстан отдельно должен быть, Башкортостан отдельно, потому что война будет опять. Татарстан будет строить свою республику. Но, без узкого мира, блин. Не дай Аллах, там опять какой-то узкий мир, крещение, бля, вот это, бля, пипец. Башкортостан сразу восстанет и кутлярыгызга бирәшәк. Сразу, блин. Поэтому татаро-башкирское вот это не будет. Но дружба будет, само собой, однозначно. Войска будут общие. По периметру, я в других эфирах говорил, по периметру Челябинска и край, короче, Чувашии, это все будет башкир-татарлар торашак. А мына уртада, башкир белән татарның уртасында, булачак общая армия. Это как будто бы мини-ЕС. Мини-Европейский Союз будет. Но только Башкир-Татар Союза булачак. Нәрсә өчен? Для общего защиты. Для общего защиты. Вдруг какая-то сволочь в виде Китая захочет тапочками накидать нас нахрен, блин, своими пластиковыми. Или там еще какая-нибудь мразь какая-то припрется, блин, ниоткуда-то, инопланетяне какие-то. Вот для этого у нас должна быть общая армия. Общая армия, которая будет обеспечиваться с двух сторон, сливание бабла будет в одну тему. Как раз таки, опять-таки возвращаясь вот этому
и полезным ископаемым, как Габасов говорил, вот как раз, да, там будет кто-то тут все там рулить будет, там должен сделать красиво и так далее. Нет. Видите как? Не получается, да, ведь там получается как это Рено, допустим, красоту должен наводить. А тогда в армии, тогда откуда будут собраться деньги в армию, если там кто-то должен... Вот, понимаете? Опять упираемся в государство. Государство будет все это делать. Бабки государство будет брать, хрен знает откуда, нам пофиг, где будет он брать. Но армия должна быть железобетонно обеспечена. Не так, что в портяньках, вонючих, блин, и кирзачах, блин, как в узком мире. Не должно быть. Bütün şıkkım ki energetikler. По погоде, по сезону, по периметру, по цвету погоды, по природе, bütün эбір четкий боларға тиіш. Бушлат, bütün четко, bütün эбір боларға тиіш. И вот таким образом это обеспечивается от государства Башкортостана и Татарстана. Вот так должно быть. А не так из неба бабки оттуда. Или там скидывайтесь на войну, купите там это, портянки туда-сюда. Скиньтесь, да? Из как Оскар района нам скидываются там соленые огурцы и так далее. И там, или мангалы варят там. Вот этого не должно быть. Это идиотизм полный. От народа в армию ничего не будет расходоваться. От народа в армию то, что может расход сделаться, это только СМС из дома, трата за интернет и СМС солдату, у которого будет тоже сотовый телефон. И никто у него сотовый телефон в армии отбирать не будет. И он 24/7 может общаться с родными. Проблем не будет. И никакие казармы падать не будет, как на моего земляка Рустама ноги оторвало ему. Да, ампутировали инвалид Рустам. Хоть и манкурт, конечно. Он манкурт, но оторвала это армия. И никто ему ничего не сказал, не сделал, как говорится. Что ему сделали? Ноги сделали. Все, пиздец, железные. И поэтому, как говорится, вот эти казармы, вот эти всякие, блядь, хрень вот эта гнилая, блядь, не должна быть. Все уничтожено должно быть. Все взорвать, построить новые казармы. И везде будет чики-пики должно быть. Как раз таки казармалар Башкортостанда, Татарстанда уртасында үтәргә тиеш. От звонка, начиная с территории Казахстана, вот, ну, начало, да, и пошло до конца, до океана, посередине должно проходить этот, ну, само собой, там Удмуртия есть еще, обойдем его и дальше пойдем. Вот как-то, короче, где можно казармы, там и будем строить казармы подобие башни. Понимаете? Казарма, башня, как это, слобода. Узкожопая слобода, но только будет татарская слобода и башкирская слобода. Ну, как они называли свои вышки, я так понял, по истории. Так, сейчас прочитаю комментарии. А какие 5-6 государств вы имеете в виду, с которыми вы хотите дружить, сотрудничать? Ну, это Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, если захочет, они и Афган. Вот, примерно вот это. Афган тоже мы будем подтягивать, если они захотят. Это свой тупойский, этот узкий мир, если они бросят, само собой мы их заставим бросить. И вот с ними мы будем, как говорится, строить какие-то дела. Ну, какие дела? Само собой, помогать. Помогать им, нам помогать будут они. Производство, вот это все, понимаете? Фабрики, заводы общие какие-то. И само собой, как раз сегодня я услышал одну вещь. Узбекистан хочет сделать атомную электростанцию. Казахстан вроде бы мутит уже, и Узбекистан захотел сделать, потому что 81 тысяча миллиард киловатт тратится в это время, оказывается, а потом они увеличат до 121, что ли, 120 чего-то там хотят увеличить, чтобы Узбекистан не нуждался в электричестве, я так понял. А безде Башкортостанда атомная станции Балагатыш, не электричество только, а полностью атомные боеголовки, военная техника. Вот эта тема должна быть. И это мы должны будем строить, я не знаю, предполагаю, если у Макрона, как говорится, жопа джим-джим не будет делать, духа хватит, мы с ними будем эту тему делать. Если Макрон захочет нам добро свое дать, мы с ними заключим договор, пусть макронские атомные головки, так скажем, не кукейские головки, а атомные именно головки поставлялись Башкортостанга. Башкортостан будет, как говорится,
держать положение этого региона. Почему? Потому что безда там будет, спокойствия не будет, да? Пока все равно Москва там свою желчь, блядь, не извергнет, блядь, лет 100 ему надо будет, чтобы он остыл, этот черт московский, этот вулкан. Поэтому безга атомная станция, этот, военная вот это, я не знаю, как это называется, блядь. Ракеты, короче, атомные, нужны нам будет, блядь. Завод этот, атомный завод нам нужен будет. Военный. Не знаю, как это правильно называть, блядь, сейчас. Пашка Кельми. Короче, шулай, дуслар. Поэтому, само собой, какой-то защиты нам надо будет. Само собой, это другая тема, я уже говорил об этом. Раздербанить военную часть всей России, само собой, это будет. Это с Кавказом, и с всеми другими регионами, которые отделяться будут. И Бурятия и так далее. Мы будем делить всю военную технику. Москва, мана, кукеем. Москва, кукеем, фигушки. Москвичам, пусть они вон будут учиться ходить в горшок заново, вот, торф гонять, короче, туда-сюда, на тележках сжигать. Вот примерно они будут вот в таком пещерном виде они жить. Мы им создадим пещерный образ жизни. Вот как они создали Украину, уничтожив пол Украины. Им то же самое мы сделаем. Аллах берса. Для этого, как говорится, мы здесь и идем к этому. Другого варианта для них нет. Сейчас дочитаю сейчас. И его надо слушать сейчас. Так, ага. 5-6 государств, это Галичина отдельно, Киев отдельно и Ивано-Франковская область отдельно будет. Украина полностью, Москва тоже будет Украиной. Иншаллах, мы сделаем так. Что такое кантоны? Кантоны это типа, да, ну как коммуна. Вот в Норвегии коммуна называется. Коммуна это типа районы, да? Области. О, область. Область можно назвать, наверное. Кантоны это как бы разделение деревень и городов в одну целую. Типа штаты. Кантон это штаты. Коммуна. В Норвегии коммуна называется. Вот я в коммуне какой-то жил там. Коммуна называется там. Коммуна Осло. Там коммунные, короче. Типа, ну, типа, бір сельсовет, типа, не сельсовет, а вот один общий какую-то землю разделяешь, короче, и вот это становится кантон, короче. Кантон диабезмана, Антон диабезма разницы нету. Главное, имеется в виду, надо так сделать удобно, да, разделить Башкортостан на удобно на какие-то районы, чтобы в конце концов забыть этот узкий мир. Допустим, она минем Болган Шапай ауылынан. Шапаев кто такой вообще, блин? Какого хрена Башкортостанда Шапаев ауылы бар? Мына шундай ауыллардан құтылырға керек бізге. Не должно быть у нас, Башкортостанда һәм Татарстанда, урыс исемле ауыллар бір қойда да. Александровка, Чесноковка, Писнаковка, әллә нәрсә. До хрена хлама какого-то не должно быть. Bütün исемлер алмаша. Все. Это безоговорочно. Это мы должны будем поменять. Так, дальше. Александр, Казахстан хочет вернуть территории Оренбурга, Астрахани и Омска. Ждем это событие. Кантоны это как в Швейцарии. Вот типа того, да. Рахмат, берлашу керек, bizbi yengelmaydi. Bizni yengelmaydi. Shuni aytaman da. А казах может быть? Все, казах может быть. Казах где-то что? Не понял вопрос. Возвращальщик, где ты попробуй верни клоун. Александр Македонский. Вернем. Не ссы, Машка. Все равно ты будешь наша. Так, а потом разделитесь на кишлак, и там будет министерство, и президент, и таможня с пограничниками. Вас русские обижают? Вас и будут брать налоги на армию, а откуда еще? С вас и будут брать налоги на армию, а откуда еще?
Насчет налогов, я как раз-таки, что-то я высказывался насчет налогов. Да, в телеге я высказывался насчет налогов, сейчас скажу. Сейчас мы дойдем, сейчас, поэтому я Габасова слушаю. Сейчас у него будут ответы, у Габасова сейчас. Ладно, короче, Макрон и Зеленский – мировые лидеры демократического мира. А что же таджики Дубай не построили? Что-то этот микроб, короче, какой-то тут. Бахтиёр, так, ассаламу алейкум, рахматлахи баракату, с Узбекистана. Ва алейкум ассалам, рахматлахи баракату. O'zbekistonga, hammalarga. Так, Москва нужно отделить от России и поделить как раз на штаты, кантоны, оставшиеся части Москвы, выжигает ресурсы от субъектов, потом связать их истинным федерализмом. Нет, Москву я предлагаю так. Сделать туалетом Зеленского. Вот Киев это будет Киев-1, а там Киев-2 будет туалет. Можно написать прям на карте, в гугле, везде. Туалет. Туалет. Вот просто вот туда Зеленский летит, обосрет Москву и прилетает обратно. Вот туалет. Сделайте Москву туалетом. Я очень буду рад, чтобы мы забыли дорогу в Москву. И на карте нигде не должна быть Москва написана. Туалет напишите, я не знаю, Киев-2 напишите. Как хотите. Вот. Главное, чтобы там была Украина. Все. Вот. Заберите нахрен там, чтобы мы никогда, блин, больше в Москву не ездили. Если мы даже будем ездить, мы должны ездить в процветающую Украину. Вот примерно вот так должно быть там. Уничтожить полностью узкий мир. Полностью. Салам Скарши. Валиким салам. Да, свободу от русских всем. Рахмат. Угу. Московский туалет. Да, вот, точно. Только не московский, а... Ну, туалет Зеленского, так скажем, да? Потому что они же Зеленскому напали во время Зеленского, как бы, да, это он служит президентом. И примерно вот излагая, да, чтобы люди не терялись, Украина, Зеленский, чтобы они понимали, о чем речь идет, да? Давайте дальше послушаем, сейчас потом самый интересный момент там есть, о чем он говорил. Северной Америки, ну, Соединенных Штатов. И любая компания, которая собирается там что-то разрабатывать, она заключает договор, контракт с этим племенем индейским. Это племя индейское смотрит на историю этой компании. Он сравнение дает индейцами Америки. Там, скажем, была замечена в каких-то махинациях, в недобросовестной разработке, то с ними не заключают контракты. Если с ней все-таки заключается контракт с какой-то компанией, то они входят в активы, да, то есть часть активов переходит этим, часть доходов от активов переходит этому индейскому племени. То есть они становятся собственниками части этой компании и получают доходы непосредственно напрямую. Вот. Ну, второе. Ну, примерно вот что-то такое я вижу. Я не сравниваю башкирское население с индейцами, но еще раз говорю, компании, которые должны работать на территории Башкортостана, они должны нести ответственность и обязательства перед населением. Второе. Ресурсов должны получать не только вся нация в целом, но и каждый ее член. То есть должны отчисляться достаточные средства в твердой валюте в национальный фонд, из которого ежемесячно или ежегодно каждому гражданину республики будет выплачиваться его фиксированная рента. Это позволит нам восстановить в новой форме вотчинное право не только в политическом, но и экономическом смысле. Что это означает? Это означает, вот тоже по примеру возьмем Аляски, Соединенных Штатов. Там местное население ежегодно получает определенный процент с добычи природных ресурсов, которые производятся на территории Аляски. Где-то там выходит на каждого, по последний год, по-моему, выходило там $3500 каждому человеку. Просто так, только за то, что его природные ресурсы разрабатываются. Есть определенный фонд, туда отчисляются деньги, с этого фонда потом выплачивается каждому жителю. Мы точно так же собираемся это сделать в Республике Башкортостан. Каждый житель Республики Башкортостан, вне зависимости от национальности, вне зависимости от вероисповедания, будут получать определенный доход
ежегодно, скорее всего, ежемесячно, наверное, навряд ли, но потому что ежемесячно там это будет очень маленькая сумма, она будет незаметная. А вот ежегодно, когда вам просто так упадет на около там, $3000, да, допустим, условно, но перевести на рубль. Ишеттеге займа. Ну, вы, наверное, кто слушал здесь? Вот теперь я отвечу. Телеграм я уже это ответил вроде бы. Повторюсь теперь здесь. Мин не согласен. Манамблян, в первую очередь. Почему? Какая-то разработка, как я уже до этого говорил, типа от этой разработки, как индейцы, как в Канаде, туда-сюда, сравнение. Я же вам 1000 раз об этом говорил. Если ты берешь, вот даже вот в этой России, этой Хазар, то, что берут, они берут дерьмо какое-то, допустим, гей-парады, лесбиянки, вот это дерьмо они берут. А вот как сэндвич-панели, как всегда я говорю, как в Норвегии строят асфальт, они не берут. Буда шундыюк дәрәҗә. Буда шундыюк хәл. Получается, ниндидер индеецлар чыккан, аны җиреннән боларга кемдер түли, шул фирма нәрсәдер. Допустим, мин хәзер фирма Франциядән Renault белән или там Peugeot белән керәм икән, мин, оказывается, ниндидер процент түлим икән Баймакка, допустим. Потому что я там у него в Баймаке поставлю завод Peugeot. Я буду платить населению какой-то дәрәҗә. $3000, $3500 дия, допустим, елына. Теперь представьте, когда у тебя зарплата, допустим, в Башкортостане будет $2000, да, или 2000 евро в месяц, да, ведь? И сиңа $3500 елына бирәләр. Во-первых, нахрена это надо? Это раз. Второе, от этого ни плюс, ни минус от этих денег. Я считаю, самый лучший вариант будет убрать налоги. Вот люди налоги, чтобы не платили вообще. Допустим, 13% налоги подоходные, да? Допустим, работаешь, подоходный налог. Я уж от колокольни узкого мира я уж пока озвучиваю, потому что нету налогов в Башкортостане и Татарстане. Я из неба не могу придумать. Допустим, 13%. Я просто я предприниматель был, что-то я помню, 17% я вроде платил в свое время, или 18%, что-то такое. А обычный человек, рабочий, 13 платит в России, так было. Сейчас не знаю сколько. И в итоге, короче, от этого, допустим, ты предприниматель, или там просто подоходный налог платишь 13%, ты можешь это не платить. Вот прикиньте инде. Сен аласың 100 000, шунардан 13 000 нәрсәкәйгә, әйме? Получается, блин, как налог вычитается, хз, я не могу сейчас вам сказать, я не бухгалтер. 100 000'нан, допустим, 13% инде дейlik, наверное, 13 000 булайын, да, допустим, 13 000 син һәр ай синнән алып калалар, 13 000. И сиңа кала, короче, 87 000, әйме, 87 000 кала, допустим, әйме. И в итоге, допустим, я говорю, 13 000 ул дигәне хәзерге вакытта, инде бүген доллар төшкән, 85-ка әйләнгән, допустим, да, ну, пусть будет $200. Ну, бу шул әйткән сүз булып чыкмыймы инде? 3500, 3000 дия, допустим, әйме. Шулны сиңа шул ну, какой-то Renault или Peugeot тебе будет платить. И что, каждый Renault и Peugeot будет им платить столько бабла, что ли, этим людям? Вот этого я не могу понять. Нахрена? Это же полнейший какой-то абсурд. Абсурд. Это крах фирмы. Перестанет платить. Кеши окшасыз кола. Еще что-то, блин, казус. Нахрен. Где гарантии? Нет гарантии. Шунарга вот эти всякие, блин, опять как из той категории построить дом в кредит, из той же категории, и потом смылся этот подрядчик, его нету, а деньги слиты, кредит взятый, и дают. На пол дороги оставлено, или там вот как сегодня в Таиланде, хряк, блин, этот 100 этажей вниз ушло, блин, кускарында, ушки тарлик халь. Шунардансон, какие могут быть гарантии? Понимаете, опять таким методом мы придем к диктатуре. Опять война, опять коррупция, опять вот этот хрень. Почему? Потому что шул еще раз берем деген фирма, ул айтырга может. Так, я типа дал дырга может, допустим, да? А он не дал, не перечислил. Как это будет происходить?
на какой-то фонд будет складываться. А фонд может полностью, ты бы, блин, югаларга. Ты где бы этот фонд будешь искать потом, блин? Нет, это полный пешмаган идеялар bu деп айтам мен. Шунарга ең әйбәте, любой фирма керә, мен уже ответил на это, да, в начале, на другом абзаце. Любой фирма керә, дәүләт җавап бирә. Дәүләт. Вот этот парламент, Курултай будет отвечать за любую фирму. Допустим, Peugeot пришло, ушло, значит, отвечает Дәүләт. Не народ. Понимаете, не народ. Народ еще вообще не должно быть касаться. Она получает зарплату свою, живет, все, иди нахрен. Вот примерно вот так, понимаете? Не должно его колышить государственные проблемы, какие-то бюджетные деньги, какие-то предпринимательские деньги. Им не до этого будет, понимаете? Им, блин, нахрен им не нужно это, блин. Лишний геморрой. Шуның үшін ең әйбәті убрать налоги. Да, вы можете удивиться, сказать, нихера себе, а на налогах же страна стоит. Вы можете сказать так. Значит, получается, если мы выйдем из коррупционной этой пи России, значит, у нас же деньги уже в Москву не будут триллионами уходить. Из Башкортостана сколько там уходит, так и мы не поняли, один раз я что-то говорил, не помню. Короче, 800 миллиардов, что ли, блин. Короче, тоже около 1 триллиона. А Татарстандан 1 триллион 200 чем-то миллиард бабла, короче, в год в Москву они скидывают. Татарстан нәрсәгәдер Башкортостаннан күбрәк бирә акчаны, блин. Я так понимаю, блин. Башкортостан столько, а Татарстан столько только дает. Ну, больше дает на где-то на 400 тысяч больше дает, блин, примерно. 400 тысяч, что ли, это миллиард, ё-моё, я не знаю эти цифры. И вот прикиньте, вот это все не будем давать. Все остается Башкортостанда. Приходят еще фирмы дополнительно. Нефть наша, газ наш. После этого нахрена людям задумываться о том, что какая-то пришла фирма Peugeot, и она должна за то, что она портит экологию, будет отстегивать народу деньги. Нахрена? Не легче ли тогда, вот сейчас мысль приходит, сделать как в Норвегии? Об этом он не говорит. Он заставляет какие-то фирмы платить людям. Нефть акчасы кемгә тогда? Тогда давайте сделаем так, если уж он так говорит. Налоги, допустим, не будем платить. Эти фирмы деньги мы не будем брать. Государство пусть берет. А вот нефтяные деньги Башкортостан, Татарстанда и газовые недра, деньги недра, как в Норвегии, складываем в швейцарский банк народа. Деньги народа. Давайте сделаем так тогда, чтобы эти деньги выплачивались народу от нефтедобычи, от газодобычи, от золотодобычи. Народу будем платить, как в Саудовской Аравии или где там такая хрень есть. Родился, а у него на счету 100 тысяч баксов, блин. Примерно что-то такое, да, говорили? Давайте тогда так сделаем. Зачем нам, блин, из каких-то фирм иностранцев брать какие-то деньги, годовые 3500, нахрен это надо? Понимаете смысл? Это тоже какой-то бзик какой-то габасовский, непонятный. Поэтому это распределение опять тут, опять лидерство. Опять упираемся в лидерство. Распределение холок акчасын и холокка акчаны не от Габбасова зависит, и не от меня. Холок решать должен. Ему мы выставим разные методы, от этого мы будем исходить. Не мы будем решать, не парламент будет решать. Мы дорешать будем. Дорешать будем. Решаем холок, блин, дорешаем мы. Понимаете, добиваем, так скажем. Кул коябыз без, а холок наша решала. Решала наша будет миллет. Все. Вот примерно так должно быть. Если мы опять будем самовольничать, как это там инициатива дрючит инициатора. Шулай Балавшага. Понимаете? Опять какая-то коррупционная схема, опять диктатура, опять какой-то хреновый запах узкого мира выходит. Я так считаю.
Идем дальше. Сейчас. Что он дальше около говорит? 300 тысяч рублей. Просто так в конце года, да, бонусом. Это отличная будет поддержка для населения. Дальше. После того, как Республика Башкортостан станет независимым государством, будет создана комиссия, которая займется пересмотром отношений республики с собственниками предприятий, в том числе расследованием обстоятельств приобретения ими собственности. Если приватизация предприятий произошли мошенническим путем, то данные предприятия будут возвращены в собственность республики. В дальнейшем произойдет честная приватизация с продажей части пакета акций и сохранением контрольного пакета акций в собственности республики. Что это означает? Это означает, что многие, наверное, знают, что сегодня на все крупнейшие предприятия Республики Башкортостан так или иначе не принадлежат самой республике. Они уже давным-давно были проданы, перепроданы мошенническими различными путями. Мы знаем, что это Башнефть у нас ушла из республики. Раньше республика владела полностью 100% пакетом акций практически. Сегодня она владеет всего лишь 25%. Это реально только слушаю это, слышу. Роснефть или Сечин, который, вот Сечин слышал, является другом Путина. То же самое у нас когда-то компания, крупнейший нефтехимический комплекс в городе Салават, Салават нефтеоргсинтез. Это крупнейший, я знаю, завод по нефтехимической переработке в Европе. Так вот, он сегодня принадлежит Газпрому, и там практически Салават практически перестал получать какие-либо доходы от этого предприятия. То же самое сода, то же самое завод сода, то же самое с нашими природными заводами УГМК, там Бурибаевский ГОК, Учелинский ГОК и так далее. Все это уже не принадлежит нам, то же самое, как и УМПО. То есть крупнейшие наши предприятия не принадлежат нашей республике и не приносят тот доход, который они должны приносить были бы. И поэтому все эти предприятия, которые были уведены у республики мошенническим путем, мы все пересмотрим еще раз, как это все это происходило. И если это действительно подтвердится, что это происходило мошенническим путем, преступным путем, то мы вернем все эти предприятия в собственность Республики Башкортостан. В дальнейшем будет честная приватизация, но контрольный пакет акций у стратегических предприятий республики останется в собственности Республики Башкортостан. Дальше. Мені ультірді бұл, блядь. Мансам мен ишітмей, оңнамай қалғанмын екен. Теперь дошло. Я уже на это ответил в начале эфира. Лидерство, захват территории, кимнеке, синеке, минеке. Вот опять к этому пришли, туганлар. Опять мы к этому пришли сейчас, вот, перезапись. Вот теперь я 1000 раз я вам это говорил, еще раз повторюсь. Вот он сам прям эту тему затронул. Вот мне вот на вопросы отвечать легче, оказывается, вот реально. Я не могу, порой иногда Ильхам Юкдиамбетин не знает, с чего начать. Вот он мне дает, как говорится, такую зажигалочку. Манапарагас. Ул это, что Башкортстан мен Татарстанда Сечинni, Газпромлары белән нефтларны хуҗалыгы бездә калачак. Инде опять возвращаясь к тому, что у него мысли опять, исходят от узкого мира. Теперь доказываю, как. Когда ты берешь Башкортостан и Татарстан силой, он же силой не хочет, он же хочет нәрсә белән шул эфирлар белән алырга уйлый. Заэфирить вас вот так. Сейчас возьмем. Ах, шаман. Вот примерно, понимаете, вот эта хрень. Так не пойдет. Һәрберебез кулыбызга пока автомат алмыйбыз, безгә утак майга бутап та бирмиләр. Понимаете, авызга не дадут бесплатно. Поэтому я чё говорю, что вот этой хрени никогда не будет. Никто никому возвращать не будет. Я вам в других эфирах постоянно говорил. Макдональдсы, все вот эти Икея как раз сейчас жалуются, что она хрен вернется. Потому что она столько строила логистику, говорит, она хрен вернется. И кто-то сказал вернется, и все, вернется, Скопеева даже там рожает уже, как говорится, урода какого-то. В итоге, Башкортстан белән Татарстанны актив, нефть, заводлары, фабрикалары беркемгә бирелми. Никакие пакеты акций, ничего не будет. Шуны пусть этому Габбасову передайте, утрясет өзінің миында, что ул хәл булмаячак.
Булмаячак ул нәрсәкәй, унутыгыз ул хәлне, блин, это же идиотизм. Син, когда берешь Башкортстанны, Татарстанны үзеңне кулыңа, син ничек инде андагы әйберләрне, акциялары белән син бүлешәсең? Минеке, синеке, берникемнеке булмый. Урыс миры анда оча. Потом этот Мустай Каримов, Сечина зять, да, Мустай Карим, мразь, Мустай Карим, земляки мои, так скажем, внук Мустая Каримова, или что там, сын, или кто это, Мустай Карим, писатель этого. Я не думал, что его внук или кто-то там будет манкуртом, а? Мустай Карим тоже, может, был манкуртом? Нахер он тогда писал все эту ересь, блядь, егошние стихи, блядь, а? Что-то я не могу понять. Если этот уродец, примерно вот таких уродцы, получается, захотят хапнуть какие-то пакеты, или те дичи, которые сейчас пытаются, подобие как Рахимова, как это, племянница Рахимова, он там что ли исемен, блин, Эллекен, блин, Надиями, кемали исемен, он там, блин, Райлями, кемали. Вот примерно шунды, хапуги, акулы, которые захотят Башкортостана, Татарстана хапнуть, короче, когда мы будем действовать, никто им не даст. Туганлар, никто никому акции не даст. Это Габбасовка, передайте, что он несет дичь конкретную, блин. Он дихаль булмайшак. Башкортостан, блин, Татарстандан шыққан нәрселер, допустим, урыслар акциялары, әйме, бүтіней бір іште қалашақ. Урыслар күтіне тибелешек. Bütün bir işte kalacak. Все, bitti. Bütün okşalar Хабиров'tan, Минниханов, Шаймиевлардан тартып алалашак. Их всех оставят, как говорится, бір трусыда. Понимаете? Мына шулай булачак. Вы что думаете, блин? Килдигез, захватываете этот Башкортостан, Татарстанны, кан түгәсез монда, и сіз уйлыйсыз, что мына шулай Габбасовны буенча мы ему там активы останутся, да, узкий мир будет рулить нефтью. Еще какой-то Эфенди будет нефтью Башкортостана рулить. О чем он говорит вообще, блин? Мин нәрсә сүлим бір елдан ашты уже. Бу нәрсә сүли. Бу уже миннән күп бит инде бу эштә. Әллә нәрсә сүли. Мин аңламыйм нәрсәгә ул шундый, Башкорт татарлар, меня аңлатыгыз. Почему вот эти пропуски у него идут? Он реально достал меня, блин. Зачем он такую хрень несет вам, народу? Который пытается независимость Башкортостана и Татарстана создать. Я же вижу, сколько молодежи я вижу, которая пытается донести Башкортостан на Татарстанга, что олар башкортлар, татарлар. Понимаете? А бу нәрсә үрәтә молодежьга. Бу нәрсә хочет доказать этим, что какие-то акции останутся у узкого мира, и они будут рулить Башкортостан на Татарстанда? Мин аңламыйм. Поэтому, туганлар, бу әйбер белән однозначно без килешмибез. Минем белән, как я говорю, постоянно вот есть подписчики, есть люди, которые, как говорится, согласны со мной, что такую хрень, которая идет противоположность Башкортостану, мы не будем соглашаться. Мы не будем соглашаться. Безгә бу кирәк мәячәк. Мына шундый Габбасовны хәле буенча без кан түкмибез. Без мына шундый хреньгә не будем подписываться и идти долбить Москву. Мы будем по своему пути и добиваться своих целей. Нам не нужны завязанные, привязанные цели Габбасова. Опять-таки возвращаюсь. Лидер нам не нужен. Лидер будет каждый из нас. Каждый из нас, из народа, любой из вас лидер. Любой из вас лидер. Тут нет, как говорится, препятствия лидерству. Любой из вас лидер. Но вот такую хрень нести вам никто не даст. Никто не даст. Почему? Потому что бу хәл, бу дигәне, ул бер кулың белән син аласың, бер кулыңнан бирәсең. Понимаете? Бу үзеңне үзең алдауда инде. Как ты хочешь добиться независимости, если ты пытаешься доносить людям о том, что акции узкожопых останутся у них, и они будут хозяевами акций Башкортостана. А может потом, говорит, мы их заберем. Типа он еще что-то такое, да, в конце сказал. Я, блин, как можно вот такую хрень в голове держать вообще даже? Что Башкортостан син пытаешься освободить от узкого мира, шулайок син добавляешь вот эти дурацкие вещи, блин. Давайте вот еще раз повторимся. Большой упор власти республики будут делать вот. предприятия в собственность Республики Башкортостан.
В дальнейшем будет честная приватизация, но контрольный пакет акций у стратегических предприятий республики останется в собственности Республики Башкортостан. Дальше. Большой упор... Потом будет приватизация. Габбасов это говорит. Приватизация чего будет? Поймите правильно. Башкортстанны, мына bir ишетегез, раз и навсегда. Башкортстанны бүтін заводы, фабрикалары, дәулетники была, бір кім білмей онда хужа. Не нужны там нам Мустай Каримов, внук. Нам не нужны это, Рахимова вот этого чертовая, блин. Мурзагуловы, в конце концов. Нам не нужны вот эти хабиряновские армяне или еще кто-то там, блин. И хотаны Курай айта, понимаешь, да, узан оттачим, блин. Кутак айтсын лучше. Курай айтаны. Башкорт Курайын. Қопқан ауызға. Хайуан. Короче, мен нәрсе айтырға, что мынандай приватизация, хренатизация болмаяшақ Башкортстанда. Башкортстанны увеличивать пытаюсь, я вам предлагаю, увеличим, иншаллах. Онда бізде бүтін юл бізде, бүтін хужалық бізде болашақ. Нинди приватизация боларға может. Бүтін Башкортстанны нәрселері, заводлары милли болашақ, милли, народный, милли болашақ. Он, значит, будет этим управлять Курултай. Курултайны нәрсе іші бар. Мына шуны менен хушығылана. Парламент Курултай үстінен хушығылана, допустим. Парламент бірінші, Курултай белекерек болсын, остарак ступень пусть будет. Вот будет она заниматься вот этими действиями. Курултай будет рулить над этими землями и так далее, и предприятиями. Вот в чем проблема. Не нужно, блин, там приватизировать ничего. Не будет там, блин, одна качка Габбасова, другая, блин, Сулейманова, Кашапова качка будет, как раньше, блин, Татарстанда. У каждого своя качка была, у каждого татарина. Я же знаю те времена, а? Азнакаевские, а? Басота всякая. Это такой не будет, блин. Татарстанда мы тоже так же не позволим этому быть, блин. Будет государственное все. Парламент будет рулить над этим всем, блин. Молодежь үсіп келе. Нәрсе үшін олар, блядь. Бармақ суырға үсәміне олар. Мен оңнамайм. Шунарға милләт үшін күрәшәм десәгіз, милләт үшін, значит, бүтін жерін сіз дәрәжәсіне жеткізерге тиішсіз. Крысы не надо быть. Крысятничество, вы уже живете в крысятничестве. Узкожопые вас крысят у вас все. Миллиардами, триллионами отдаете Москве, и есть это крысятничество, и есть это приватизация башкирских вещей. Нахрена? Он шулук, монашул эштен узе әйті, біз құтылырға тиіжбіз де. Ол опять шул граблиға алып барып сізні тығырға олей, блин. Маңғайға грабли бәрі сізге. Ну это же полный садомаза, блин. Өзіңні өзің сіккен кебек боласың ләсәң, Мен вот этого не могу понять. Шунарға туғанлар, yok, мен мұным білән не подписываюсь. Я против этого. Порой вот постоянно я Габбасова пытаюсь слушать, иногда до хрена, когда идет, я не слушаю его. Маленький вот пытаюсь сейчас слушать. Но независимость Башкортостана, значит независимость Башкортостана. Независимость Татарстана, значит независимость Татарстана. Никто там рулить не будет. В Татарстане шаймиевские, минихановские, хабировские Башкортостанда вещички, щупальцы, так скажем, после путинского режима, никто не останется. Никто не будет ничем активом рулить. Все отжать. Шаймиевна балларынан, Хабировна, Миннихановна братларынан, виш тартып алырға. Хабировна бүтін тишігінен тартып алырға. Туғанынан башлап бүтін ішлетілген презервативін да тартып алырға керек болса. Бүтін өйбірініп тартып алырға, понимаете? Только таким образом мы создадим некоррупционное государство. Без коррупции, если вы хотите жить, вот только тогда. А если вы оставите еще в государстве еще каких-то лидеров, подобие Сечина, там, путиносовских помощников, как везде там всяких подобие, как смотался Ходорковский, который рулил, блин, каким-то хренью, блин, который топил против чеченцев, который чеченскую войну, против оружия давал, чеченцев убивать оружие давал, Ходорковский бизнес. Этого не будет, понимаете? Вот это хрень, блин. Поэтому туғанлар, yok.
Bu hal по приватизации будет только односторонняя сторона. Bütün завод, фабрика, фирма, мир даже, чертовый торговый центр стал. Все вернется государству. Bütün eybirni aktiv degan so'zlar unutiladi. Bütün narsa millatniki bo'lashaq, davlatniki bo'lashaq. Davlat будет распоряжаться. Butun yerda davlatda davlatni ishchilari bo'lashaq, davlatga ақша будет капать оттуда, и davlat будет платить зарплаты везде, все. Вот примерно так. Поэтому я и говорю, что налоги можно перестать брать халықтан. Определим только по каким-то критериям, может, какие-то налоги, может быть, хз, короче. Ну, постараемся, попробуем, может, без налогов пожить. Как говорится, может, это какая-то будет помощь от государства людям, какой-то подъемный период после независимости. Что-то надо будет придумать, да, вот с налогами, да, потому что, конечно, без налогов государство не идет, не живет, говорят же. Ну, надо придумать что-то, чтобы вот эту налоговую нагрузку государство где-то брало. Значит, нам нужно подыскать, где это брать, налоговую нагрузку, чтобы, как говорится, расходы это покрывать. И пенсионную нагрузку. Вот так вот примерно. Само собой, зарплата не меньше 2000 баксов, короче, должно быть, понимаете? Это так сейчас, эквивалент я говорю. И плюс после разъеба Москвы полностью, да, ведь Башкортостан и Татарстан должен работать, мы договоримся с Европой, будет входить в это время пока этот евро. Узкие деньги сразу уничтожим, сразу туда засунем евро, еврозону сделаем. Евро будет ходить, и нам будет удобно. Просто скажем, как говорится, Европарламенту, чтобы они напечатали лишние деньги и прислали нам. Ну, так бы, экономисты посчитают, сколько надо Башкортостану и сколько нужно будет Татарстану бабла, чтобы обеспечить это население. Там 1,5 миллиона башкортов и 8 миллионов татар. Да? Примерно 1 миллион кишина обеспечить сколько нужно будет. Плюс, конечно, добавочные эти нагрузки территории, которые мы захватим, получается, эти территории тоже самое нужно будет обеспечить бумажными и тенгелер. Примерно так. Давайте дальше послушаем. Республики будут делать на развитие туризма, используя богатую природу Башкортостана. Также Республика Башкортостан, используя свое географическое положение, будет использовать его как транспортный коридор между государствами, которые создадутся за Уралом, и европейскими государствами, а также государствами Центральной Азии. Но по поводу туризма, наверное, все знают, что наша Республика Башкортостан называется второй Швейцарией или жемчужиной Урала. У нас очень красивая природа, у нас горы красивые, пещеры, водопады, различные ущелья красивые и так далее, и так далее. То есть есть что посмотреть людям. Это также надо отметить, что вот эти Уральские горы, а у нас самые живописные места именно в Уральских горах, если брать Южный Урал, Центральный Урал и Северный Урал, у нас самые красивые места. Так вот, наши Уральские горы, если брать в округе 2000 километров, других больше гор нету. Самые ближайшие, получается, восточнее это Алтайские горы, и еще там дальше, ну, какие там, Кавказ только, да. То есть ближайшие 2000 километров гор нету, поэтому люди будут приезжать. У нас горнолыжные курорты можно строить отлично. У нас, если развивать хорошо, грамотно туризм, с привлечением профессионалов, прокладывать инфраструктуру, там, хорошие дороги, строить хорошие гостиницы с хорошим персоналом, Согласен. обслуживающим. 1000% согласен. Люди поедут. К тому же у нас не просто красивая природа, да, туризм мы сделаем. Этническое очень разнообразие. У нас башкирская культура, которая сочетает в себе вот это вот элементы восточной культуры, азиатской культуры, кочевнической культуры. И это все будет интересно людям. Люди будут ехать с Европы, люди будут ехать там с Азии, люди будут ехать с Соединенных Штатов Америки, чтобы посмотреть на эту красивую природу, посмотреть на культуру башкирскую, как живут кочевники, попробовать наш кумыс и так далее. Это экзотический туризм, который будет привлекать миллион. Как раз насчет кумыза, да. По туберкулезным диспансерам и так далее, вот таким мы можем сделать санатории. Очень много развитых санаторий, первоклассных 21 ғасыр санаторийларны эшләргә можем без. Кайда минем әтием дә лечился. Шафранова распределить. Атлар күбәйтергә, бөтен җиргә атлар, сава торган атлар, само собой бит инде кымыз сава торган атларны күбәйтергә кирәк анда. До ума довести там, да, ведь после этого узкожопого мира. Всяко там, блин, все из говна и палок построено там до сих пор, наверное, со времен СССР все стоит там, щербетки. И, само собой, туда можно будет запустить европейцев, но тут добавлю еще одну вещь, что
Европейцам 28 стран, плюс Англия, да, если она внутрь 28 входит, или он 29, я таки не знаю. Короче, вся Европа, если договоримся с Америкой и захотят им тоже, мы должны будем, должны будем кикерте, нәрсеке, сделать безвизовый режим Европе, Америке, безвизовый режим, чтобы они, как туристы, с побосами заехали в Башкортстанга, Татарстанга обязательно. Башкортстанда само собой кумыс, Татарстанда да кумыс можно развить, проблем нету. Татарстанның өзінің тарихы бар, Башкортстанның өзінің тарихы бар. Это само собой таулар, само собой вот это все класс. Самое интересное, туда, точнее, надо произвести такое, ну, так скажем, вложение, которое отдастся вот именно тем вариантам, когда мы сделаем безвизовый режим. Безвизовый режим нам даст возможность заработать в кратчайшие сроки, большие, как говорится, финансы государству. Видите, вот опять-таки, если будем говорить о том, что какие-то туберкулезные диспансеры и санатории, мы скажем, частные будут, нет. Вот видите как? Туры кельмиме, а он говорит приватизировать. Поэтому санаторийлар, особенно туберкулезные, само собой будет государственные. Никак нахрен оно не будет частным, Частное мы видели уже недавно, если помните, отравление. Отравление. Башкортстанда когда был недавно. Отравились, там что-то произошло, Нам нахрен это надо. Частное дерьмо какое-то создали там, не знаю где, это было, Красноусольске вроде бы. Что-то недавно, помните, было? Поэтому частного ничего не будет, Все, вот такие вещи, особенно врачебные, госпиталя, все давлять на кабаларгатыш, все гособеспечение. Все, гособеспечение, зарабатывание бабла, А вот между ними будут какие-то туристические проходы, какие-то мелкие бизнесы. Вот там ИПшки, ЧПшки, пусть открывают, делают бабки, вот так. Понимаете? Потому что халық онда ауылда яшарга тиешнейшіктер. Вот они пусть бабки делают. Базара нет. Они должны открывать индивидуальное предпринимательство свое или что там, какой-то бизнес, да? И делать бабки. Все, продавать там свое, что-то там. Бизнес-отрага может зимой, допустим, не знаю, шарф, шапки, я не знаю. Вот, короче, примерно я так говорю, да? Домашние изделия, всякий мед, туда-сюда. Все, вот эту тему, понимаете? И все это должно быть без налогов. Они налоги за это не должны платить. Все свое. Привезла, продает свое. Все, без налогов. Не надо драть у них 3 шкуры налога. Понимаете? И мы не обеднеем от этого. От этого мы ни хрена не обеднеем. Если безге, понимаете, надо рассматривать не то, что там широко, там на 10 шагов вперед. Нет. Нам вот именно надо рассматривать кругозорно на 360 градусов. Каким образом? Вот, допустим, пример приведу одного момента. Допустим, вы не берете налоги, допустим, у одного ИПшника, который будет зарегистрирован как ИП, само собой, допустим, он продает мед, допустим, или там КМС продает где-то там у себя. Есть санаторий отдельный государственный, а еще есть КМЗ, сделание, производственное КМЗ. КМЗна ул сата икән, ул налог түләми, үзенә эшләтә туда-сюда, но ул кеше бит байый бит, әйме? Байыгач, значит, дәүләт байый. Ничек? Обосновываю. Он начинает летать в другие страны. Это расход на самолет. Это приобретение чего-нибудь. Это туды-сюды, движухи егошние, личные, семейные. Это уже плюс давлятке. Вот этот момент, он тратится. Значит, он эти деньги вкладывает в государство. Он же не сливает бабло куда-нибудь, как эти узкожопые сейчас коррупционеры. Слили там, слили тут, как соловей там в Испании, в Италии понадома, да? Понакупили. Везде у каждого дом. Как недавно эту тему мы потом говорим, путинскую хату, говорится, откопытили в этом Биарице, хата этих вельмож сраных, узкожопых.
все эти хаты там. Надо отжать их. Вот у них можно отжать, и не жалко, похрен. Но в тот же момент, как говорится, нахрен это нам надо. А вот внутри Башкортостана и Татарстана, допустим, такой херни, как говорится, у нас не должно быть коррупционной, понимаете? Поэтому не должно, как говорится, Башкортостан и Татарстандагы халық бабки свои куда-то в сторону сливать. Он должен их тратить внутри. И значит, развитие каждого нашего человека – это трата егошняя внутри. Понимаете? Это вот, допустим, в Норвегии. Почему в Норвегии люди как бы не больно все бедные? Там нельзя сказать, что нет бедных, но есть там тоже бедные, но не бедные, как в Башкортостане, да, понимаете? Самые богатые, можно сказать. По всему Европе они стоят, наверное, первые. По богатству, я думаю. Норвежцы нормально стоят. Потом чуть ниже Швеция. Финны там более-менее. Вот так вот. Вот примерно. Шунарға, исходя от этого, халық если бай, аш түгел, значит ол тыныш. И ақшасын ол эшләтәчәк. Иштә. Әллә каянында анда эшләтми. Иштә эшләтә. И не надо его грабить, блин. Не надо его ставить на него всякие, блин, бабло, чтобы он, блин, потом шугался, крысил, потом коррупцией начинал заниматься, бабки сливал куда-то. Не надо вот этой темой заниматься нам. Вот это будет опять ошибочная тема. Поэтому, наш такой, все частные предпринимательства и пешки мы должны будем убрать налогообложение. Я так считаю. Может, когда-нибудь потом в дальнейшем решим по развитию уже Башкортостана и Татарстана, где можно будет урезать у людей налоги. Хз. Но пока я не могу это ответить. Так, давай дальше. Миллионы туристов и будет оставлять миллионы долларов в нашей республике. Ага, этим я согласен. Дальше. Республика Башкортостан, как я сказал, географическое свое положение будет использовать. Да, наша республика Башкортостан находится на перипетии разных транспортных развязок, через нее проходят газопроводы, через нее проходят путепроводы, железные дороги, поэтому, используя вот это наше географическое положение, мы тоже будем на этом зарабатывать. Такой транспортный хаб у нас в Республике Башкортостан можно сделать. Основным приоритетом независимого Башкортостана будет вклад в научное образование молодого поколения башкортостанцев. Будут заключены соглашения с самыми развитыми государствами мира, куда будут отправляться на учебу за счет республики молодые башкортостанцы. Это очень важно, потому что все эти природные ресурсы, когда рано или поздно они заканчиваются. Сегодня есть государства в мире, которые не обладают никакими природными ресурсами, не обладают никакими промышленным крупнейшим потенциалом, мощнейшим, но они обладают человеческим капиталом. Человеческий капитал в нашем сегодняшнем мире – это очень важно. И чем больше у нас будет образованных молодых людей, тем быстрее и сильнее будет развиваться экономика нашей республики. Мы будем отправлять наших молодых башкортостанцев, наших гениев, наших вундеркиндов, будем отправлять в лучшие вузы мира, где они будут получать образование, с ними будет заключен контракт, они будут учиться там за счет республики, проживать будут за счет республики, но по окончанию учебы они обязаны будут отработать 4 года, 4, может быть, там 5, может быть, 7 лет в Республике Башкортостан по своему профилю, по которому они учились. Так мы будем взращивать наши национальные кадры, наши научные кадры и так далее. Еще раз говорю, человеческий капитал – это очень важно. И хотел бы сегодня поговорить о межгосударственных отношениях независимого Башкортостана. Но прежде чем перейду к этой теме, еще добавлю по экономике, что когда говорят, что вот Республика Башкортостан... Я насчет этого когда-то говорил, насчет учебы, если помните. Башкортостанда, сюда добавим, отправляет, он говорит, будем туда-сюда, короче, отправлять, не отправлять, нужно отправлять тех, которые реально могут пройти все этапы, само собой. Не просто всех подряд отправлять туда, это раз. Башкортостанны һәм Татарстанны ішінде, само собой, садиктан башлап, университетка хәтле бүтін әйбер пушка булырга тиеш. Это государство может позволить. Проблем нет. Коррупцию здесь создавать не надо. Как я помню, когда я хотел в Уфе устроиться куда-то в универ, тогда мне сказали, что ли, вот что-то не помню, Черниковке, что ли, где-то, блин, куда-то. Ну, я хрень бы в универ попал бы, поэтому я в Кыргызстан уехал. Как раз-таки я учился на менеджера по туризму. И вот получается, тогда мне, помню, что-то сказали, вроде бы мне или брату, вот кому-то сказали, короче, 6 принесешь, ну, типа вот так, короче, такой прикол был. Короче, я, говорит, выхожу,
с этажа, говорит, смотрю и вижу внизу шестерку, короче. Ну, в то время что-то говорили, новая шестерка, короче. Все, ты учишься. Понимаете, вот такое выражение было. Вот это то ли мне это говорили, то ли кому-то, да, вот это мне запомнилось. Вот исходя от этого, это коррупция. Даешь шестерку, учишься нефтяном. Почему я Черниковку говорю? Черниковки нефтяные у нас, да ведь? И вот подумайте, в Черниковку устроиться, Черниковка, ты даешь шестерку. Ну, в то время шестерка стоила тоже каких-то денег, да? Нормальных денег стоила она. Но у тебя нету этих денег. Ты влазишь в кредит, даешь взятку, чтобы твой ребенок учился. Без я нахрен керекшу. Шуларға садиктан башлап университетке хәтле любой кеше 50 яшьлек, 100 яшьлектә укырга может бушка. Хочет учиться, пусть учится. Допустим, я видел такое. В Норвегии, допустим, мужик, как раз в Сирии, короче, когда война была, они заехали туда в те времена, я был там, в 2015 году, кстати, 10 лет. Ему, африканец один был еще, ему явно им было по 60 лет. И вот этот дяденька африканец, и вот этот сириец тоже вроде бы, африканец, давайте будем говорить, устроился учиться в колледж с людьми обычными. Ну, грунскула называется, там грунскула, типа грунскул, еще какой-то скул, короче, ну, типа колледжендл, короче. Для нас это колледж, короче. Грунскул это колледж, короче, вроде бы я как понял. Еще какой-то скул есть, грунскул, мелкий, колледж, короче. В этот колледж с обычными молокососами сидит бабай, учится на какого-то, блин, техника, короче, да, ну типа то ли на какую-то машину, что ли, учился, какую-то или строительную какую-то хрень, крановщика, что ли. Вот на что-то, короче, в колледже учится. 3 или 4 года там учиться там. И вот приехал с Африки, 60 лет и спокойно учится. Бесплатно. Бесплатно, ничего не платят. И в Норвегии это нормально. Я не слышал, что там где-то платная учеба. Где-то я слышал, что ты учишься, потом в кредит, а потом ты платишь. Примерно вот так вроде бы. Поэтому Башкортостанда булырга тиеш бушка. Чтобы не создавалась коррупция, не создавалась сдача экзаменов за деньги и так далее. Этого барахла ЕГЭ не должно быть, блин. В конце концов, блин. Все должно быть по-человечески. Не мучить детей. Учиться они должны с 1 по 11 класс. С 9, я думаю, не стоит их сбрасывать. Надо учить их конкретно профессионально. С 1 до 11, потом идет или в колледж, или в универ, или в институт, короче, вот что-то в этом роде. Что должно быть все бесплатное. Поэтапно, но все бесплатно. Все, бетонейбері. Начиная бақшада кормежкадан башлап, университета кормежка, обед, там ланч какой-то, у них должен быть этот бесплатный. Перекус любой должен быть бесплатный. Все гособеспечение. Малашлайрах. А другие какие-то прибамбасы по побиранию денег у нас не должно быть. Потому что бизнес давлят, бой давлят, и он позволит это. Потому что халық онда Бангладеш түгіл бізді, Индия түгіл, 1,5 миллион бізді халық юг. Имеется в виду 1,5 миллиард. 1,5 миллиард халық юг бізді. Поэтому наши бабки государственные хватит вполне обеспечить наше население, особенно детей. После еще этой сраной войны с Украиной у нас еще погибель. До хрена людей уже сдохло. Башкортостана, Татарстана, онда уже кешеде қалмады да енді, блин. Кемні үретірге улис, кемні оқытырға улис, оқшаға, притом еще. Шуларға, достар, бүтін бір бушқа болырға тиіш. И, как вы можете сказать, социализм, социалы, не знаю, как это будет назвать, но главное должно быть кешелекле. Бүтін бір кешелекле болырға тиіш. Все для народа. Чтоб народ не сказал, что Башкортостан на Татарстанда диктатура и уехал к чертям собачьим опять в Америку. У нас не должно быть такого.
Нам наоборот все должны слетаться Башкортостана и Татарстанга, ощутить как пчелка на мед. Должны прилетать и охеревать. Ни хрена себе. Вот они создали демократию. Вот они конкретно создали демократию. Лучше, чем в Европе и лучше, чем в Америке. Нелицемерную демократию. Вот так должно быть. Давайте дослушаем. Чуть-чуть осталось. Она не сможет выжить без России. Я напомню, что Республика Башкортостан это крупнейший в экономическом потенциале республика в сегодняшнем составе Российской Федерации. Хотя на сегодняшний момент мы являемся дотационным регионом. Но чем обладает Республика Башкортостан? Мы занимаем 9 место по добыче нефти в Российской Федерации. Мы занимаем 1 место по количеству, то есть по переработке нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации. 1 место. У нас 3 крупнейших нефтеперерабатывающих, нефтехимических заводов в Европе. Это я не копаю, не знаю. Производит автобусы, наша республика производит троллейбусы, наша республика производит вертолеты, авиационные двигатели. У нас свой металлургический комбинат есть, но мы производим единственный в России, который производит пищевую соду. Мы производим больше половины кальцинированной соды. Соду я знаю. Мы много что производим. Сода везде, в Германии сода, очень мощный Башкортостан. промышленный потенциал. У нас очень хороший агропромышленный комплекс в Республике Башкортостан. Если у нас будет независимость, если мы все доходы нашей Республики Башкортостан будем вкладывать, оставлять у себя и будем вкладывать в свое развитие, мы очень быстро рванем и станем очень богатой республикой, экономически развитой республикой. С нами будут торговать со всем миром, нам есть что предложить миру, поэтому все у нас будет хорошо. И когда нам говорят, что вот вы загнетесь там, нет, мы не загнемся, у нас есть все для того, чтобы жить независимо, богато. Поэтому, еще раз говорю, Республика Башкортостан это очень будет успешная республика в будущем. Межгосударственное, также хотел бы затронуть межгосударственные отношения независимого Башкортостана. Коротко, да? Итак, независимый Башкортостан будет заинтересован и стремится к максимально добрососедским, взаимовыгодным и конструктивным отношениям с построссийскими государствами, которые могут возникнуть по соседству с ним и на месте нынешней сегодняшней Российской Федерации. Или с обновленной, не имперской, российской или любой иной федерацией или конфедерацией, которая возникнет на ее месте, и которая будет признавать независимость Республики Башкортостан. В силу стратегической важности для независимого Башкортостана прямой границы с Казахстаном, вопрос Кувандыкского коридора будет решаться либо с Оренбургской республикой или тем государственным образованием, что возникнет на его месте, либо с соседними республиками, такими как Уральская республика, Татарстан, Казахстан. Это для нас очень важный вопрос Кувандыкского коридора, вопрос выхода на границы с Казахстаном. Мы будем стараться всеми возможными путями, чтобы, конечно, никакими не военными, будем стараться, чтобы эти земли, некогда, которые принадлежали не военными и башкирскому народу, никто, наверное, не будет спорить, да, что сегодняшняя Оренбургская область это территория, где проживали башкиры всегда. Еще буквально 100 лет назад эти территория республики, Башкирской республики граничила с Казахстаном. В 1925 году только образовалась Оренбургская область. Поэтому нам очень важно вновь, чтобы наши границы с нашими братьями-казахами были совместные. Но об этом я выпущу отдельный выпуск, поговорим о Кувандыкском коридоре и так далее. Итак, вот я рассказал здесь об экономике. Надеюсь, вам понравится. Пишите в комментариях, будем обсуждать. На этом все. Озақтан үтерді иштіңіз ме? А еще убил в конце. Ну да, Салам вот алейкум, 362 человека только просмотрело. Ну вот из них я тоже. Окей. 40 лайков всего лишь. Пипец. Давайте я лайк поставлю. 41 вот стало. Ну это же смешно, блин. Столько людей посмотрело. И с 362 кишеблян он хочет идти без войны брать Куандык. И я поражаюсь над этим человеком. Он или оптимист, или он пессимист, или он какой-то контрабандист, я не знаю, блин. Короче, Габасов порой кәмет элләне сөйлейді, блин. Қараңыз. Алдар Батырны мен сізге бушқа yoqqa оқи башламадым дедім бит енді. Принципиально, как говорится, люди добрые подкинули мне его. Мы его дочитаем еще, не дочитали. Там как раз-таки говорится о всех землях башкиртов. Татарлар шуны ішінде енді ол тоже. Татарлар далеко не ушли. Поэтому Казахстан, бля, мы конкретно будем решать эту проблему. И между нами, я еще раз повторю с Казахстанга да, урыс булмаяшақ. Біздің орада урыс булмаяшақ. Қазақ, татар, башқұртның арасында урыс булмаяшақ. Бүтін тарих шулай yazылған. Біз 1000 ел тарихқа кірәбіз керек болса. И насчет территории. Почему? Потому что безге не нужны вот эти панамские коридоры,
Когда придет какой-то узкожопый и скажет: ой, что-то эти земли мы строили, этот проход мы строили, блин, это наши что-то, китайцы захватили там. У нас не будет этого, туганлар, у нас это не будет. У нас не будет никаких коридоров, блин. Шунlarga aytamiz endi, Qozog'iston ola o'zini yerlari, biz üstga intilamiz, üstga. Bizga нахрен не надо. Ну, если море было бы внизу, мы бы вниз шли бы, разницы нету, блин. У нас выход только наверх. Внизу у нас Казахстан. Мы не можем, как говорится, вниз идти же, да? Там уже есть люди наши. Значит, наверх. Наверху у нас душманы, Перем узкожопые, Коми узкожопые. Всех они, эти народы, они уменьшили, уничтожили. Удмуртов уничтожили. Шунарга, bütün халық, которые возле нас будет, они будут под нашей защитой. Мы не дадим их в обиду. Мы не будем у них требовать, чтобы они учили башкирт тілін или татар тілін. Нам похрен будет на них, по идее. Но они будут под нашей защитой. Узкий мир больше их не будет тревожить. Если узкий мир захочет войти, допустим, в Удмуртию, они через нас не смогут перешагнуть. И когда насчет территории, которая, как он еще говорит, мы через эти территории какие-то будем бабки иметь туда-сюда. Я вам об этом говорил, да, шелковый путь туда-сюда, мы подключим эту тему. Само собой. Почему я еще добавок это хочу отжать все эти земли, чтобы вот так вертикально срубить эту пи Россию уртадан бүлерге нахрен, чтобы мында онда үткен урыслар бізге ақша төлесінler. Мына шулай булабыз хазыр инде. Biz de pitten ошағанға айланабыз. Олар бізден иміп яттылар ғұмыр бойы. Хазыр біз оларны имдірәбіз. Жестко имдірәбіз. Только уже мәмәй бермейбіз, құтақ берәбіз оларға. Майсыз. Шуларға, дуслар, первая задача наша, халықны көтәріге, біздің жерлерімізді қайтарып алыр үшін. Қалғаны іште мы разберемся. Когда у нас будет уже своя личная независимая земля, мы внутри разберемся. Поэтому разбор, возвращаясь теперь на тему эфира, лидера не будет с одной колокольни диктоваться. Диктатура нам не нужна. Поэтому каждое слово Габбасова, Кашапова, Айсина и так далее будет критиковаться, распределяться внутри народа, выходить один вердикт ото всех. Потом только будет шул энгемеден соң решаться, будем это делать или не будем. Противовес это народ. Народ что скажет, что больше возьмет правильность, от этого будем исходить. Но бүтін жерлерді тартып алырға мен қайтмайм. Габбасов, если не хочет, значит, пока үндемей тұрсын. Аузы ашмасын. Тихо пусть сидит пока тогда. Пока мы не заберем все земли, мы не должны успокаиваться. Молодежь, как говорится, которая сейчас уже проникает этой темой, она готова забрать все земли, которые принадлежат нам. Если габбасовская траектория возрастная не хочет воевать, значит мы хотим воевать. Вот и все. Мы будем воевать за свои земли. Лишнее не будет земли. Никогда. И тут, как он, что там сказал? Типа мы... что он сказал, как Дагестан говорит постоянно? Мы дотационщики, блин, ош колабыз, всякие. Поймите одну вещь. Без, само собой, ош колмайбыз, это раз. И потом, само собой, біз бүтін жерлерімізді тартып алғаш, бізге кім диктовать может бізді ашлығыбызды? Бізге кім может кто-то что-то говорить? Шуларға біз мына шундай қатылықта болырға тиіспіз. Әрбіріміздің сөзіміз бір болып шығырға тиіс. Но для этого консилиум нужен общий. Жиын болырға тиіс. Шул жиында, башқұртша айтканда, әйме, шул жиында бүтініміз, как говорится, сөйлешерге тиіспіз. Но мен башқұрт тілін білмеймін. Мен ұшата алмаймын, как говорится, буду как этот, блин. Хумай, блин. Хумайны бетінде айттым тоже сізге. Вот, шунарға
Туганлар, безгә нәрсәкәй. Нәрсә булса да, Башкортстаныбызны урыслардан полностью, как говорится, ну, тартып алырга дип уже йөз әйттем бит инде. Ничектер шулай алырга кирәк, чтобы там отголоски даже вот этого того, что мы что-то такое лишнее сделали, от узкого мира не должны никогда больше услышаны быть. А как они не будут это услышано от того, что мы там опять, как это, захватчики там, блин, вот это иго, татарский иго, там башкирский иго, вот этого монгольский иго, от них потом никогда больше не звучало, мы должны им доказать, что эти земли все принадлежали нам раз и навсегда, заткнуть их, чтобы эти узкий мир больше никогда не вонял против нас и дальше без улыбкиткеш балаларыбызга никогда не мог вякнуть, что где-то что-то мы неправильно сделали. И поэтому всю историю правильную напечатать, старье выкинуть, сжечь этот узкий мир на историю и напечатать правильную историю, где черным по белому будет написано конкретно, что bu жерлер башкортларныкы гомере булган, урыслардан тартып алынган, все, вот 2030 елны где-то дип 5 ел мен сезгә ставка коям, чтобы мы в течение 5 лет уже, я не знаю, созрели завоевать свои земли. Примерно так. Окончательно 2030-да без туктарга тиешбез уже. Надеюсь, я доживу до этого. Поэтому, туганлар, хәзердән үк уже безгә башларга кирәк, как говорится, бороться внутри манкуртами, в первую очередь. Манкуртларна нужно, как говорится, отрезвлять, чтобы увеличивать наш потенциал, как говорится, борьбы. Безгә ир кешеләр кирәк 30-дан 50-гә хәтле, еще раз напоминаю, 30-дан 50-гә хәтле ир кешеләр кирәк. Ниже мы нам не нужны, ниже молодежь, которая сейчас топит за нас, они останутся на защите территории внутри. Вот так вот. А желающие, как говорится, которые захотят взять в руки оружие, они как раз таки внутри и будут. Наружность, это означает поход на Москву, 1500 километров от Уфы, мы производить будем сами. Молодежь там не должна участвовать, потому что без я улябыз, я колабыз, шундай юлга чыгабыз. Поэтому назад пути нет там. Полностью Мәскәүдән пока безнең алтыннарны, bütün наши, то, что у них украдено, наши вещи, мы пока не вернем, мы не вернемся оттуда. Вот примерно таким умыслом мы туда идем. Все ограбить, взорвать и найти этого бункерного этого урода. Таким образом Москву полностью, короче, уничтожить. Москва вообще по сути кирәк мейкен. Хоть анда джунгли булып китмиме, урман үсеп китмиме анда, блин, нахрен. Тигезләп ташларга нахрен Москваны. Кирәкми торган җир. Анда барыбер бер нәрсә чыкмый анда, Туровтан башка. Анда бер нәрсә юк, анда игелек юк. Анда все, Сосыганский. Җир ул. Анда, кроме, как говорится, штабелировать трупы, нахуй, там ничего не котирует там. Примерно так, дуслар. Чуть-чуть давайте еще посидим. Не знаю, так, икедан элементу-то. Мен уnutkam даже будильник куйырга. Давайте-ка поставим будильник. Сагат. Так, вот. 3:45, 4 вот так поставлю. У меня же этот, ураза же еще, ё-моё. Будем этот, сухур делать. Шондыхаль. Так, бишкеше, наверное, этот, отбой, наверное. Юкларга киткәнсез. И зрительләр 10, рахмат. И 3 кеше былай. Если верить в ТикТоку, не знаю, как вижу 10 зрителей в ТикТоке и 3 сверху. Что-то такое я не понял. Здесь 6 человек. Рахмат. Ну, давайте поговорим теперь по новостям. По каким пройдемся по новостям. В тот день, давайте вот этот новость отдельно скажу. Сейчас здесь тоже. Так. Ну, тема
Сейчас вот здесь тоже вот эту тему мы закончим. Пока я помню, эту тему я в тот день высказывался уже. YouTube'da жібердім бит енді. Жыршы теге анау кім әлі анау есімін? Хумайны жырлаған жыршы турында енді. Ұныттым есімін, ё-моё. Кім Зарина ма? Кім? Короче, әтәсі Илдар ма? Ринат ма? Аңламадым. Короче, шул Хумай жыры, который жырлы бит енді, әйме. Жырлаған қызға совет мой личный. Кто-то там написал, там нельзя, я вам прочитывал еще, типа, откидывать этих не знающих язык туда-сюда. Я сказал уже, я еще раз здесь тоже повторюсь, что когда ты выходишь, допустим, на стих, допустим, да, ведь я вам читал один раз стих тоже, татарша, допустим, да, или башкорт стиха, допустим, да, любой что-то, вот, допустим, ты хотя бы выучи его правильно. Вот выучить нужно правильно этот стих, потом его спеть правильно, без акцента, и потом уже сделать из него песню. Потом хоть что пой там, блин, нам пофиг будет. И вот этих всяких критерий не было бы, никто не критиковал бы. Потому что реально құлақына кисе прям. Вот просто, білмеймін, онда... Мен даже башқұртша сөйлешмеймін, әйме. Но мен онда көккейімді аңламадым. Мен уже yüz айттым бит енді. Ни хрена я там не понял, блин. И, ну, примерно потом мне донесли, то все, да, ведь, еще раз повторяюсь, да. Но обидно то, что все пишут, что Башкортостан вот так ошамый екен, әйтсе де ошамый, әйтмәсе де ошамый, дип шундыйлар да бар инде, күбесе, до хрена иде, да ведь. Но это, да, ведь, все это, как сказать, вот этот народ, в который живет в манкуртском состоянии, урыслашып беткән халык, менә шул әйберне әйтәчәк ул, если даже мин аны әйтәм, который, как говорится, топит за независимость Башкортостана и Татарстана. Нәрсәгә? Чөнки даже маломайзерный, кто знает башкорт һәм татар телен, он скажет, что там точно какой-то урыс жырлый. Понимаете, онда полностью урыс акцента. Онда юг башкорт акцента. Это то же самое, как будто бы американец пришел и говорит на русском. Вот типа того. И как я вам озвучил, применял такой пример Алсу Сафину. Алсу вот эта чертовая, которая иногда вот это пела же, блин, Алсу. Как она спела Туган Тель, что ли, какую-то песню пела на татарском. Это же пипец, блин. Мне он белекашок-то иштянем, лет 25-30 назад я слушал эту песню, когда Алсу спела на татарском. Это было ужас. Я помню, это я в Узбекистане слушал эту песню по телевизору, когда Алсу спела на татарском. Это просто хереть. Мне звонит друг, одноклассник. В то время телефоны такие были 9-0, звонит друг и говорит: эй, зайди в телек, короче, там концерт идет, короче, что-то там Евровидение, ну, типа, нет, песня года вот это, помните? Там, говорит, Алсу поет. И я пошел телевизор, включил, да, там Алсу пела, и вот это на татарском. И, говорит, Алсу на татарском поет. И вот я помню даже, он звонил мне это. И с тех пор я помню, что это просто ужас. Да, мы, может, в тот момент обрадовались, то, что она на татарском поет, где-то там в узком мире. Но, блин, до сих пор эту песню где-то крутят, Алсуна Кобзов Карагас. Ужасно, блин. Акцент Алсу это ужасный. Это та дура, которая татарка, которая не знает свой татарский. Вот такой акцент. И у этой Хумай то же самое. Даже, можно сказать, хуже, блин, даже. Понимаете, произношение, это пипец, это как, допустим, узбек говорил бы, допустим, на русском, который не знает вообще русского. Примерно шундыл. И то он, узбек, наверное, красивее сказал бы, наверное. Потому что, как говорится, он трошаре, а бунда трошюк. Бунда просто ей дали текст русскими буквами. Вот, допустим, да, вот русскими буквами, что я могу, вот я не знаю, сейчас найти бы вам какое-нибудь татарское что-то, вот я не помню сейчас, где-нибудь есть тут
стих я вам русскими буквами, допустим, я вам приведу пример просто, да, ведь, идиотизма этого. Не знаю, вот не могу найти этот стих, чертовый. Шигырлар, сейчас найду. Вот тілінде, вот шигырлар, татар тілінде. Допустим, вот в тот день что-то, вот сейчас. Я вам приведу просто пример. Блин, интернет не грузит. Сейчас, секунду. Вот. И в тот день тоже закидывал. Вот последний стих. Яз шафак. Алсу куяш нурларында куйынып алдым. Вы же меня поняли? Яқты күннің жылылығын күңілге салдым. И вот это, представьте, кто-то русский поет это. Представили, русский это поет, это, конечно, он будет петь вот так, допустим. Якты коннен жылылығын күңілге салдым. Латифи ефек тербелюден, или вот так вот что-то скажет. Куела, назы. Вот так, понимаете? Вот, примерно вот так. Ну, вот таким образом, мен башқұрт или татар или узбек болып шулай мен шығамын жырларға. Просто даже возьмите пример подготовки моей любимой певицы Саида, как это ее, Мухамедзянова. Белекей шоғында мен оны қарап барам. Қызыма ұшатып оны постоянно. Саида Мухамедзянова. Узбек жырларын жырлады. Чуть-чуть там можно поймать акцент татарский, но нет у нее там акцента. Она произносит узбекские слова правильным произношении. Почему? Потому что подготавливалась она правильно. А не так, что кильдем, выучил вот это. Отец, наверное, сказал это Ренат. Она выучила. Все, я выучила. Хуяш там. Она поет там, блин. Понимаете, олай болмай. Бұл мысқыллау. Бұл башқұрт тілін мысқыллап шығару. Урыслар нәрсе айта қазір. Мен бит айттым даже. Қазақ, узбек, қырғыз, таджикка ұшарға может. Оларына родной тілі түгіл ол. Ушаурады ол. Дрын там. Дрынчит что-то, блин. Пофиг им. Главное, музыка там. Курай, блин. Или там сабызға, блин. Все. Таким образом, как говорится, пародировать, так скажем, башкирский язык, это позор. Икі куплет жырны сен әйбәт еттіріп, тәге жеткізіп, иманын оқытып шул жырны шықмасаң енді, нахер ты вообще поешь это? Это то же самое, допустим, я, Коран читаю неправильно. То же самое. Понимаете? Альхамдулилля, алхамдулилла. Ты же не говоришь вот так. Астафирулла говоришь. Ты же не говоришь астафирулла. Или как-то вот так, некрасиво. Ты же не говоришь так, да? Поэтому, туғандар, когда обсуждаем мы такие вещи, да, ведь мы должны научиться принимать это, в первую очередь. Любую вот этот хрень, которая несется от комментариев и так далее, от всего вот этого. Когда я просто услышал эту песню, понятно, все. Ну, мне только, я думал, показалось. Показалось даже Башкортостан ішіндегі манкуртларға показалось даже. Херово поет она. Понимаете как? Интересно. Даже те блогеры, манкурты даже, которые топят за узкий мир, вышли против этого. Уму непостижимо. Как так? У них проснулась свой башқұрт тілі? Или татар тілі? Сізді нәрсе уяну келдімі? Уяну тойғысына жеттіңізме? Удивительные блогеры, блин. Вот этого я не могу понять. И ни один из них не сказал, что песню нужно, я еще нигде не видел, если есть, скиньте мне телегу куда-нибудь, чтобы кто-то не сказал, что ну-ка куплет какой-нибудь
в этой песне? Где? Нигде нету. Есть только перевод. Ну а где весь текст этого песни? Где он вообще? Как он написан, блин? Что там вообще написано? Да, может, это не надо было мне обсуждать. Это, может, не моя тема, вы сказали бы. Но тема Башкортостана и Татарстана – это наша общая тема. И поэтому, когда разжевывают вот таких людей и, как говорится, мы просто мимо проходим, это неправильно. Мы должны донести людям, что bu kız o'zi durust onu aytmagan. И башкорт тили андый түгел. Аны башкорт нормальный башкорт телен белгән башкорт гомер буе башкорт телен белгән башкорт җырласа, анардан 1000 мәртә әйбәтрәк җырлаячак. И һәрбер сүзен, һәр дифтинги, хуифтинги, вот эти, блядь, мы услышим. Каждый звук. А это я почему так и докопался до этого, я вам скажу. Когда учишь язык, норвежский, допустим, вот у меня пришлось время было норвежский, немецкий учить. Когда учили норвежский, я охренел, как его учили нам. По звукам. Именно по звукам ты определяешь язык. Это получается класс. Включается пластинка. Читается текст. И ты записываешься под диктовку, диктант. Пишешь на норвежском языке, что услышал. И в конце урока проверяет тебя учитель. Ставит оценку. Услышать какому-то узбеку, башкорту, татару норвежский язык. Прикиньте. Тема, да, хорошая? Альхамдулилля. Я помню, что-то я не косячил больно сильно. Я слышал то, что я слышал и писал. Норвежский язык, который в гомерде ишитмәгәнмен. А тут, получается, башкорт телен мин ишетеп, просто охреневая от того, что я слышу, и слышу, что я хрень слышу там. Не слышу ни хрена. Потому что он дает тавыш. Он да, во-первых, музыка выше своего голоса. Дисбаланс уже. Тавыш күбрәк. Кызны тавышы вообще хрен остальля койда. Аңламайсың, перебивается. А она принципиально сделана, потому что у нее язык херовый. Башкирский у нее не поставленный. Примерно так. Поэтому, туганлар, башкорт һәм татар телен тышка чыгарам, җырлыйм дисәгез, башта телне ятлагыз. Телне ятлагыз, потом чыгыгыз ятларга. Хоть анда сүгенеп әйтәсеңме уже, сыгылып әйтәсеңме, уже нам похрен будет. Главное, мы будем слушать и слышать, что там говорится. А тут хумайма, хуяйма, блядь, онда аңлап булмай. Как у нас прикалывают в Башкортостанда. Белмәем дә, куймаем дә, бармаем дә, эшләмәем дә. Вот так же, короче, мы подкалываем башкортларны. Вот примерно так. Белмәем, китмәем. А я прикалываюсь, наоборот, так пытаюсь иногда разговаривать, если вы заметили. Чтобы не подкалывали. Шулай. Поэтому белмәем, китмәем тут не прокатывает. Отасы башкорт и кызыңны, мына отасына кидаю заяву, кызыңны башкорт теленә өйрәт. 21 гасырда яши мине кызым, 26 яшь дип монда утырма. Һәрбер кешедә баласы бар. Мана минеке, мин әйттем бит инде, минеке, допустим, инәсе белән хәзер все онытты ул татар телен. Онытты ул все, ул урыс телендә ул яши. Марый, потому что әнкәсе. Ул марый телендә белмәй, урыс телендә сөйләшә инде. Марый телен үзенә әле өйрәтергә кирәк аны инәсенә. Башкортстанда үскән марый кайдан белсен марый телен? Күрдегез? Тоже косяк. Да ведь? А это косяк. Башкортстанны президентini, Башкортстанны милләтini косягы бу. Что Башкортстанда кеше я башкортча белмей, блядь. Я, блядь, марый телен белмей. У косяк. Это косяк ваш. Я вам тогда еще предъявлял. В 98-м, когда я с Узбекистана переехал. Где ваши башкорт һәм татар мәктәпләре? Кая иттегез? Югалттыгыз кая? Поэтому я вот, наверное, пришел вам искать эти школы.
будем вместе искать. Где же наши школы, родные языки? Излярбыз, бергелешіп. Шундай хәл, дуслар. Поэтому вот этот момент просто әйтмеші білмейді. Әйтергә мин білдім. Шулай. Если я кто-то что-то, я где-то жестко, я, сами понимаете, я всегда жестко говорю. Не люблю церемониться. Мәмәй кебек, матур иттеріп мен сөйлей білмеймін. Так что ашулансагыз үзегезгә, блядь. Өйрәнегез телне белән, ятлagыз, тырышыгыз. Һәрбер халык үзенең телен белергә тиеш. Обязательно. Обязательно. Менә шундый хәл. Мин менә Аллага шөкер, мактану түгел бу. Татар телен мәктәбенә йөрмәстән дә беләм бит. Менә бит сөйләшәм бит сез менә татарча. Үзбекчә hem гәперәвeraman. Но үзбек мәктәбендә, Үзбекстанда урыс мәктәбендә йөрдем. Ну, үзбек телен дә беләм. Вот как так, блин? Парадоксально, да? А почему? Потому что, блин, нахрен нужно любить. Любить свой язык, блин. Ты не можешь жить и думать на чужом языке, блядь, если у тебя есть свой язык. Как ты можешь, блядь? Вот представьте, я один раз еще пример приводил, что норвежец будет думать на английском. Ну, так уму непостижимо. Вот нахрена? Нахрена французу думать на английском, если он француз? Нахрена англичанину думать, блядь, на французском, если он англичанин, блядь? А? Понимаете, блядь? Нәрсәгә башкорт белән татар думает на русском. И говорит на русском. Где тут косяк ваш? Кто вам это заставляет это делать? Под дулом пистолета русские не стоят. Это значит ваш косяк, свой, личный, домашний. Сүйінбике журналын алайы, әнкей, өмір бойы. Өзбекстанда яшап, Сүйінбике журналы барайы. Қазаннан. Әнкейге. Понимаете? Өмір бойы. И, наверное, оно исчезло у нас уже к ближе развалу, там, после 95-го получало оно нет, или я не помню, но өмір бойы у нас стопками эти Сүйінбике газета лежала. Журнал. Это глянцевый журнал, блин, был вроде бы. Такой. Сүйінбике. По почте приходила. С Германии по почте, потому что отец у меня был фотографом, приходила фотобумага цветная. Глянцевая, не глянцевая. Фотобумага. Немецкая. С Германии. Нормально. Узбекистан, блин. Где тут нахрен здесь, так как это, остановка? Нигде нет остановки, туганлар. Рахмат за розочку. Где здесь такое вот Башкортостан, Татарстан, чтобы где-то что-то, кто-то препятствовал тебе дома говорить на нашем языке? Кто препятствовал? Урыслар свечку держали вам всем там? Нет. И когда, опять вспоминаю вот этих певцов, таких до хрена, это он сейчас просто, почему он вышел? Для него это и плюс, по идее, то, что мы его обсуждаем. И негатив, я же вам всегда говорю, негативщики тоже подписывайтесь, я же говорю на канал мой. Мне надо распространять за свободу Башкортостана. И ему это плюс, то, что мы обсуждаем его. Я же это не ото зла ему делаю. Менде бир анарга немем yok. Это ачуым. Просто балалар, безнең балалар телне белмәячәк. Менә минем үземнең кызым белмәячәк. Улым белмәячәк. Потому что юк, белә торган җир юк. Мы должны создать эти мәктәпләрне, мы создать должны. Мы говорим балаболы. Пустословы, если мы это не сделаем. А запись-то останется, вон, миллион местах я вам запись кидаю. Вы можете копировать, может, дома. Распространяйте. Ну, это же надо делать. Почему Узбекистанда гомер буе узбек мәктәбе бар иде? Хоть и был узкий мир. У меня был выбор идти в узбекскую школу, но я не пошел, потому что рядом, через дорогу у меня русская школа. И детсад. Туда-сюда, через дорогу я заходил, туда-сюда ходил я. Я никак, может, и не пошел бы. Узбекскую меня никто не поставил бы даже.
Хотел бы, может, я даже туда не захотел. Меня не отправили бы, наверное. Хз, не знаю почему. И разницы нету от этого. То, что я в узбекскую ходил или в русскую ходил, но я же не отрекся от узбекского. Значит, это косяк именно в семье. Шел Ренатик, Ренат Север, блин. Или как его там, блин? Этот, кураист. Это питерские, да, они? Как я понял, они в Питере тусуются, поэтому, может, Север. Или на севере жили, я не знаю. Значит, семьяда олар үзләре урыс телендә сөйләшә. Кызына 26 яшь булгач бит инде маңка бит инде 99 елга. Путин балалары, как всегда я говорю, Каримов балалары, үзбәкләргә, яшьләренә. А бу Путин баласы. А Путин баласы урысча гапырмастан нинди телдә гапырырга тиеш ул? Урысча, конечно, гапыра. Шунарга это пример, почему я это копаю эту тему, пример тем башкиртам и татарам, что звоночек, что таких у нас до хрена. Үзенә телен белмәгәннәр. Приведу пример еще один. Не знаю, она заходила сюда, нет, я ее пригласил сюда. Тоже негативщица один день. Минем коном нечто бер. Фашпаш. Общался с одной девушкой, знакомился вроде бы. Полный негатив. Полный абсурдный негатив. Она реально топит за узкий мир. Она прям об этом сама мне лично говорит. Ну, где-то пару часов мы с ней общались. Просто тошнилово. Казандан. Собадан дидimi қойдандар енді. Аузына тышим қойдана. Сабинская. Собадан диді. Әтәсе де татар. Әнкәсе де татар. Но бу ташбаш. Бу ташбаш, который топит за Путина, за узкий мир. Понимаете? Я ей говорил, заходи на мой эфир, посмотришь. Как раз она мой негатив, и для меня как раз это обсуждение. А я не могу это забросить, не обсудить. Я должен это обсудить. Чтобы дать звоночек вот таким башкиртам и татарам, что вы сыгали туктысыз бескергящ. Сызга пощады не будет, поймите это. Вам не будет пощады. Вы не сможете, как говорится, себя активировать в новом государстве Башкортостана и Татарстана. Вы не сможете. Вы с такими мозгами, которые сейчас вы говорите нам в наглую, что вы топите за Путина и за узкий мир, и вам, друзья, узкожопые, сіз біздің дәулетта кіші болмаяшақсыз. Изгой вы будете. А мы создадим это. Мы создадим для вас изгой. Пощады вам не будет. Почему? Потому что вас щадить, это значит, получается, мы будем отходить от цели. А наша цель – создать новые башкирт һәм татар дәүләтләрен. Яңа башкирт, яңа татар. Кстати, я такой сайт даже открыл в Ютубе. Еще тоже можете подписаться. Яңа башкирт һәм яңа татар халкы ул булырга тиеш башкача. Алар булырга тиеш үзенең телен яратканлар, үзенең милләтен яраткан, үзенең милләтен күбәйтерәм дигәннәрдән булырга тиеш алар. Үзенең милләтен балаларны туа торган булырга тиеш. Кстати, еще она говорит, я не буду много рожать, говорит, одного только рожу. Онарга 36-мы, 38-мы, не помню, берне генә туам дия. Жалко, говорит, организм. Татар шуны меня әйтә, блядь. Мен ушым китте, блядь. Чуть уши не отвалились. Я херею просто. Ну, я же так-то люблю, как говорится, над такими изгаляться. И договорили до конца. Попытался ее уму-разуму. Ни хрена. Ее. Ондайларны только могила будет исправлять. Рахматзур. Ондайлар никогда не будут нормальными. Никогда. Почему ондайлар мына шул дәүләттә, мына хәзер, мына урыс дәүләтендә, мына шулар те люди, которые как раз таки из Корана, которые залимлар, вот эти, Мухаммад пайгамбарымызның дядясы, Мутали, как это, Талиб, или, короче, плохой дядясы, короче, которые с женой вместе кинули его, получается.
и эта овца преподносит дрова сейчас, подтапливает. Вот это топка они. Они топка. Они топка в аду. Но они топка сейчас. В узком мире. Узкий мир топит вот такими людьми. Вот этот очаг, враждебный очаг. Но только олар аңламыйлар. Топка и уничтожение, получается, нашего народа изнутри. Үзіні үзі, как говорится, сіге, грубо скажем. Үзіні үзі. И плюс бізге кетірі зарарлық, бізге зарар кетірі олар. Шунарға бізге туғанлар мына шундайларына или біз көзін ашып тоқтаймыз, или біз оларны үтіріп тоқтаймыз. Башқа жоқ мында нәрсеке, пощады нет. Мында жалость не работает. Тут нет жалости места. Потому что такие люди во время коммунизма, я опять вспоминаю своего прадеда, Закир Бабайны, мен аны гомердә күрмәдем. Фотосы да юк аны, мен белмим аны. Может, кайдадыр бардыр, я не знаю. Ну, не знаю. Нет, наверное. Его зарубили топором по истории, да? Я вам рассказывал. Зарубили топором. Почему? Потому что там было вот это раскулачивание. И получается, он не понравился кулаку. А почему? Потому что он был председателем колхоза. Получается, он за красных был. Получается, значит, он был уже вляпленный в это дело. Но в то же время, может, он как-то хотел все по-доброму, но получилось по топору. Понимаете? Получается, до такой степени, значит, довелось дело, что его зарубил односельчанин, башқұртны балта белән чабып өлтірә. Анардан соң инде минем дядям, получается, бабай дядя, инде ул да миңа бабай дядя, да? Бабам аны кылыч белән башын алып ыргыта авылда. Стерлі Башева, да, это происходит. Я вам еще когда-то это говорил уже 1000 раз. Просто я вспомнил, да, сейчас такую печальную историю. Того, что вот эта топка производится из Москвы. Получается, безне ике кеше, ну, точнее, менің қортатам білән, теге башқұрт, үлә, кім аша? Урыслар аша. Получается, третий-то шайтан, возле двух этих, третий шайтан, который залез, и одному что-то сказал, этому это, и друг друга чпокнули. А это и нужно узкому миру. Чтобы вот дрова были, дрова постоянно, дрова. А киши это дрова. Как сейчас в Украину дрова едут, башкир, татар дрова это едут туда. Из того как раз сура. Шунарға туғанлар, бізге тілні мәхкәмләргә керек. Бірінші урында тілні мәхкәмләсәк, тілні. Шунардан соңына бізде получается милләт. Милләт, допустим, Мексика, Бразилия, бүтін жерлерде тілләре тоже вроде бы разные у каждого. Кто что-то там, может, диалект какой-то есть, или испанский, хз. Но у всех есть свой язык. И никто их язык не истребляет, как наш. Наш языки башкир белән татар истребляется. Уничтожается полностью. Потому что безне уже халыкны не различить. Вот даже, мына карагыз, шул пример опять привожу. Мына Алсуға карайсың, ну, татар десең инде Алсуны. А мына Хумайға, шу кемәл ана шул кызга карайсың, аны әпті бәшәрәсендә башкырт димәгән. Кайсы жерінде аны башкырт деген. Кимгә ошый ул? Хз, блин. Надо понять, аны әнкәсе башкыртмы, татармы, урысмы. Понимаете? Ул ошамый даже башкыртка. Әпті бәшәрәсе белән ошамый башкыртка ул даже. Күзе дә кысык түгел. Хз, блин.
Метиска, я думаю. Или такие башкиры не узкоглазые из этой породы. Поэтому и это, как говорится, и доказывает тому, что у тілін білмейді даже. Значит, оның семьясында кто-то баламут. Значит, әнкәсе, біз бит оның әнкәсін білмейбіз, кім оның милләте. Значит, әнкәсе урысша сөйләшкән. Бізде бит шулай, заметьте. Сейчас, вот это много пошло. Бізде бит енді шулай, біләсіз бит енді. Мен бит енді теге раз много об этом говорил всегда. Шупрәклек. Ләтәлек. Ләтә – это шупрәк. На узбекском, да? Ләтә. Шупрәк. Тряпка. Башкортстанда бит енді мен бәләкәй шақтаны біләм бит енді. Башкортстанда бар шупрәклек. Как в прошлом году в окно кто-то снимал. Ты же, говорит, грязный, сраный башкорт, где ты, урос. Башкиренок, где? Грязный, или что там она сказала там. Помните, потом она извинялась. Кто-то заснял там ее. В Ишимбае, или где она там орала так. Узкожопые, оказывается, күтін юа біләләр. Бу башкорт, сасыган башкорт. Вот из этой категории. Шупряклек. Тряпка. Вот из-за того, что наши мужики тряпкой стали перед русскими, поэтому везде эти русские общины ходят вот такими поднятыми руками, фашистскими действиями, орут по Уфе, что они узкожопые, и с ними Бог. И Татарстанда то же самое. Нәрсәдән ул килеп чыга? Мына шул шупрәклектән. Мына шул шупрәклектән. Хатыны, получается, урыс, бала метис. Конечно, ул башкорт телен белми, татар телен белми. Исеме Лариса. Или Кристина. Или еще какой-нибудь Кукей. Понимаете? Да ладно, даже исеме. Миникинде да. Мари, хатынлар. И баланы исемен инде мен үзем куштым, понятно. Но все, югалттым мен оны. Это понятно. Но монда бит теге шупрәк яши, азакка хәтле яшиләр. Башкорт, татар, татар, урыс, урыс, татар, башкорт, урыс. Вот так. Азакка хәтле яшиләр. Но берсенә баласы татарча сөйләшми или башкортча сөйләшми. Урыс бар икән, только урыс теле беләләр алар. Все. Это знаете почему, от чего? А я знаю. В Узбекистане нет этого. Я вам 100% это гарантию дам. Из миллиард вот этого может один какой-то недоразвитый может появиться, Узбек Nation, который прям живет Узбекистанда. Но и то вряд ли. Ондай нәрсә юк мына. Нәрсәгәдер мына үзбәкләрдә, Аллага шөкер, ондай нәрсә юк. Хазар они там крутые там на русском что-то говорят, но и то это так. Поэтому шупрәклек дигән нәрсә башкорт белән татарның эчендә булганы өчен балалар урысча сөйләшә. А это как истребить? Истребить это в первую очередь башкорт егете һәм татар егете үзене белергә тиеш урынын. Сез урныгызны белми куйгансыз. Уныткансыз урныгызны. Хатын өйдә хуҗа түгел. Өйдә хуҗа син. И балаңны телен тоту синдә. Синдә, понимаешь? Мына мин бик желаю, чтобы мені балаларым мені кырда булсын. Юк инде, юк. Илажысы юк. Юк, имканияты юк. Это нужно войной что-то сделать, чтобы отобрать у них детей. Это надо что-то сделать мощное, чтобы отжать у матери детей. Но я не могу, что-то вот не смог это, я не могу сделать такое. Чтобы потом тебя ребенок ненавидел всю жизнь. Вот это меня контузит внутри. Ну, а сіз бит яшисіз. Сіз бит шупрәк.
Шупряклер, они живут до конца. Это такая порода людей. Когда ты тряпка, ты живешь до конца с этой узкожопой или какой-то мандалошкой. Живешь до конца. До конца ты живешь. Потому что ты тряпка. Она на тебе ездит. И все на русском говорят. Потому что ты чмо. И вот такие идут на войну, в армию. Что вот этого, блин, бардака не было. Пытаюсь я вам, вот пытаюсь, вот сколько я уже говорю, да, чтобы вы уже образумились. Башкирт болсын, татар болсын, в конце концов. Это молодежи касается особенно. Молодежь, которая снюхивается с узким миром, вы помните свои корни, главное. Не нужно становиться как Алсу, сучка, которая вышла за еврея. Понимаете? Да таких примеров до хрена. Bir o'zingni millatingni tuta bilmasang, aymi, sen narsa uchun tagda tug'ilding boshqirt или totar bo'lib. Millatni tutuv u degani o'zingni millatingni yoratirga kerak boshda. O'zingni millatingni. Mana допустим, men o'zimni primer narsaga men mana ko'proq o'zim bilan primer yosarga tiyishman. Men o'tdim как раз таки shu zamonani men totar boshqirt ola olmadim. Aliga hatla. Bo'lmadi menda. Menga mana shunday marilargina alaga. Allohga shukr, urus elakmi, но men bilan urus хрен один день не проживет, само собой сдохнет. Но marilar нормальный u yoqdan. Birinchisi даже narsaki lегко tatarshada men uni o'rgatdim, so'lasha, tatarshada so'lashdi u. Anglaydi endi главное. Не в этом дело. Башкортстандан бит endi u все-таки. И самое главное, мында, ayriluv там ham boshqa narsadan bo'lay mында. O'zingni tutuv biluv kerak ekan mында. Men, может, перегибал какие-то моменты, но в тот же момент я всегда помнил, что мен все-таки родом Узбекистандан, мен башқұрт, мен татар, мен узбек deyirga могу, хоть кем, aymi. Но самое главное, bizda, mana meni главное, bizni воспитали таким образом, что sen o'zingni tilingni unutmaysan. O'zingni tilingni sen unutmaysan. Xotining mari bo'lami, urus bo'lami, shushqa bo'lami, какая разница, kim bo'lsa-da, sen o'zingni tilingni unutmaysan. Mana shunday воспитание bo'ldi bizda. Biz можем переключаться urus tilini anglamagan kishiga problema yo'q, Allohga shukr. Но o'zimizni tilimizni мы прогоняем везде. Везде оно идет. И особенно u xotinga bormasin, bolaga borsin. И bola bilay ovulda yashaganda. Qizim bilay. Tatar tilini vish anglaydi. Hozirda уже buzildi. 10 yil vaqt o'tdi. Но qo'lga tushsa u опять переформатируя ее. Mana shunday bo'lirga tegish boshqirt bilan tatar. Mana shunda g'ana shunday xoliq bilan, shunday irlar bilan biz jingib chiqamiz bu urushlarni. Когда вы будете стоять на своем, узкожопые, если вы полюбили, они под вашу дудку играть должны дома. Понимаете? Таки кобраны, chiqarabit. Shunday Qurayni siz aytirga tegishsiz. Quray sizni qo'lda bo'larga tegish. Quray urusni qo'lina tutirib qo'yirga kerakmi? Как она, Хабиров, tutirib qo'ydi armanni qo'lina Qurayni. Такого не должно быть. Uruslarga, если uylansangiz, как говорится, onarga только qo'lina qutak tutirib qo'yirga можете. Suvrib yotsin umr bo'yi. Og'zini ochmasin. Mana shulay bo'larga kerak. Понимаете? А если вы, как говорится, mamay, тиги o'zingiz mijgildab tigi, ой, мы боимся, ой, жена, ты золотая. Вот так. Ты чмо. Син шупряк, син тряпка. По-узбекски грубо скажу, амлата.
Вот так, понимаете? Поэтому вот это, да, ведь есть оно. И не нужно говорить мне, типа, я мында мысқылдап отырамсыз или что-то издеваюсь над вами. Я не издеваюсь. Я вам конкретно это вам в лицо говорю, что так нельзя жить. Я не говорю, что 100% башқұрт татар шундай. Мен көргенімді айтам. Мен білгенімді айтам. Вот из этого чмырья надо вылазить. Мына шунда ғана мы сможем победить это шайтанское узкий мир. Мына шунда ғана біз докажем людям, что мы любим свой язык. Мы уважаем өзімізді ана тіліні бізді. Ана әсей тілін біз яратабыз. Біз бит башқұрт, біз бит татар. Мына шунда сен көкірекке сұғып, ақырып берген можсың. Мен башқұрт, мен татар деп. Мына шунда ғана, когда сен, как говорится, кикірдегіні аласың өзіңні, яраткан орыс хатыныңны, и скажешь, что мені үйде сөйлешелер башқұртша или татарша, все бітті. Башқа тіл жоқ. Білмесең екен, ана словарь, учи, блин. Только так должно быть высказывание каждого башқұрта и татара. Если вы полюбили этих узкожопых. По идее, конечно, такое бывает. Любовь, она такая. Менде да бит ана. Мары елеге, блин. Шуларға, дуслар, хоть 40 хатын болсын, но бүтінісі сізні тілні мысқылламасын. Сізні тіл бірінші орында болырға тиіш. Бірінші орында сізні тіл болырға тиіш. Тілден соң бұзылуына и балаларны сөйлешмеуіне самое главное играет ваша, как говорится, нация. Нация ваша. Потому что сізден туылған бала, у само собой башқұрт и татар болырға тиіш. Не как этот Малафеев черт себя причислил к узкожопым. И сейчас гнобит всех мусульман. А он яртысы татар екен, блин. Да? Шайтан этот. Необрезанный, так скажем. А может и обрезанный. Обрезанный, но в то же время кинул свою татарскую сторону. Перешел на узкожопую сторону. А он да хрена будет. Как раз сегодня тоже об этом в телеге обсуждали. Полукровки. Башқұрт татарлар, менекебеклер, үш қонлылар. Дурт қонлылар болырға может. Как здесь я вам пример приводил один раз. Я в шоке был. Есть тут один чувак, я с ним перецапался последний раз насчет вот этой политики. Қазақстаннан, мен де қазақ, узбек и бабушкам урысы еді я. Тормоз конкретно, я вам скажу, блин. Я его как-то, как товарища, как братишку как-то, да, познакомились так. Но последнее убил меня он. Когда он мне сказал, я, говорит, за коммунизм. Коммунизм 2.0, говорит. Путин должен победить. Все, он меня, шундау, кончал меня этими словами, блин. Я говорю, вот понарожают быть, а, блядь. Ну ладно, хоть у него заскоков нету, язык знает. Узбек, казах тілін біле енді. Бабушка не больно прошла, наверное, по нему. Узким миром своим. Хатана Украин. Жандыхаль. Поэтому, исходя от этого, примеров до хрена этих метисов, как нас назвали, метисов, полукровки, я не знаю как, полуматрасы, как хотят называют, блин. Поэтому үзіңні милләтіңні iki ягында, үш ягында сен бәрабәр тотырға тиешсің. Бәрабәр. Чөнки сен бірсін мысқыллап, икенчесін возвышаешь, тәкәбірлік. Кибір, все, Аллах Тағаламға сен душмансың. Ты возвысился. И получается, ты где-то возвысился, а не забывай, что тебя где-то опустят ниже плинтуса.
Поэтому har bir Башкортостандагы, Татарстандагы халық должен пройти такой момент, наверное, я не знаю, как это донести до вас, что вы это прошли, что Башкортостан белән Татарстанда хуҗа башкорт белән татар. Онда урыс хуҗа түгел. Значит, өйдә дә сезне һәрберегезнең өйегездә сез хуҗасыз. Онда урыс хуҗа түгел. Урыс ызбасында урыс хуҗа булсын. Иван да Мария. Нам пофиг до них. А вот у вас дома, особенно у метисов, башкорт урыс, урыс башкорт или что-то в этом роде, сездә булырга тиеш в главенстве сезне милләт. Хоть наоборот. Я такой пример даже от своих родственников могу привести. У меня есть в родственниках тетя, получается, которая вышла, наверное, во время СССР, можно сказать, ну, по своей тупости, я не знаю. В Челябинске, получается, за русского, получается. Но они в конце концов развелись. Ну, а дети-то есть. Я вам один раз уже приводил пример. Я забыл про них. Потому что мне кишига свой ламы, блядь. Урус болгач. Вы видите, как привычка у меня такая. Резко отрезать. Нәрсәкәй. Әтәсе урыс. Бу икесе кызлар. Настя белән Катя. Урыслар, блядь. Урыслар. Онда татарларны аларны презирают. Бәләкәй чактан мен алардан издевался, блядь. Татарча белмиләр ике хайван. Киләе безгә Челябинскидан авылга, блядь. Башыбызны хөрәе. Без аларны хөрәек башын. Урыслар. Мордюшки приехали дип көләек алардан, блядь. Мне, блядь, двоюродные мне, блядь. Сестренки мои, блядь. Вот так вот, блядь. А я думал, что менде урыслар юк туганда, блядь. Бар инде, ну, трис пизды колено. Не родственники, так скажем. Родственники, не родственники. Вот так вот, понимаете? Троюродный, наверное, она мне будет, да ведь? Не двоюродный. Наверное, троюродный будет, наверное. Не моей же родной тети, а двоюродной тети, получается. Короче говоря, хз, кто она будет мне. Но суть, шу ике кыз, менің бетін сіңілләрім була бит инде. Татар телен таки, получается, әнкәләре анарга не смогла дать. Может, она там салям, до свидания, исән сау. Может, она знает? Не знаю. Живя в Челябинске, что можно узнать? Ни хрена. И таким образом, вот они татарского ничего не подведут нам. Плюс они не сделали. Такая семья плюс не привела. А нам создала только минус. И я это, не стыдясь, говорю, что минам туганларым. Если даже когда-нибудь они меня увидят, до лампочки мне. Просто приводя этот пример, я вам доказываю, что это есть у каждого. Һәрбер бездә булырга может урыс туган. Ну, шуны нужно подводить таким образом. Если уж так суждено наткнуться на узкожопых, потом в дальнейшем даже в независимом Башкортостане и в Татарстане, если даже это будет такое, или чукунган, блин, урыс нәрсәләр бар, татарлар, олар отдельная тема. Если вдруг такая тема идет в дальнейшем, вот молодежи особенно, я это привожу пример вам, молодежь, которая топит за свободу Башкортостана и Татарстана, их голоса, вот чтобы вы услышали, как бы от них как бы тоже мне заявка идет, чтобы я высказал. Как раз вам это пример. Если вы вдруг влюбитесь в узкожопых, особенно в Татарстане, Башкортостанда тоже, конечно, хватает. Не забывайте, что сіз татар или башкорт. В первую очередь сізні тіл. Өзіңізні тілні перегибайте. Ушамай екен, күтіне тиіп шығарыңыз. Баланы өзіңізді қалдырыңыз. Баланы өзіңіз өстіріңіз. Бала башкорт һәм татар болып өсерге тиеш. Безне хәзер беренче задача халыкны күтәрергә. Демографияны күтәрергә. Бала тудырырга. Рәхәтләнеп бәрегез аларны. 5 бала тусын урыс. Тусын шушкалар. Но главное, башкорт татар тусынлар. Понимаете?
Это инкубатор боларга тиеш без үшін. Инкубатор. Я такую тему когда-то, я так понял, да, по своим темам от чеченцев. Вот где-то, я помню, натыкался на рынке. Я постоянно в торговле, я же вам говорил. В Казахстане нашлась сестренка чеченцев. Удивительно, да? Потом они рассекретили это на весь рынок. Красавица. Чеченка русская. Пипец, да? Ну, короче, отец гулял, нагулял в Казахстане, получается. Тут амбалы, братья чеченцы, а тут такая хрупкая приехала девушка. И туда-сюда, короче, кому они замуж отдали ее? Наверное, за чеченца отдали замуж. Не знаю. Короче, эти братья женили ее. Женили, замуж отдали, короче. Но самое интересное, что чеченкадан да теге малайлар болған бетінде әлденеше малай. 3 брата, 3 вроде бы. Там даже помню имена. Заур, Мухаммед, вроде бы, и старшего не помню. 3 брата, и вот это вот 4-е откуда-то откопалась. Чеченка и русская. Все. Платок, платье, все. Ее сделали чеченкой. Все. Конечно, может, языка не знает. Опять-таки проблема, я не знаю. Это не помню, я не могу сказать. Но самое главное, вот тогда я услышал, что инкубатор никто не отменял. Понимаете как? Это как бы чеченский такой подкол, можно сказать, что душманыңны сігірге и онардан взять выгоду. Понимаете смысл какой? Это я так уже утрирую, да? Примерно такая тактика. Получается, если уж ты наткнулся на такую, то хотя бы онардан балаларны тудырып алырга керек. И ул балаларны ясарга керек. Не Малафеевым, блин, а нормальными башкиртами и татарами. Это, конечно, любой нации относится. Узбекге да бар шундай, башкасына да. Шунага, дуслар, надо сделать так, чтобы башкирт белән, уже время, башкирт белән, о чем перкеле салям, о чем разговор? Ну, разговор о уничтожении Москвы. Шунарга башкирт белән татар молодежи, хазар мына, уже старикам уже нам это бесполезно говорить, мы уже ходаки те еще, блин, опытные. Молодежь должна понимать, что или башкиртны аласың и татарны, или уж наткнулся урыска, блин, моржага. Бересің онардан бір 5-6 бала, и 5-6 бала бүтінісі башкирт или татар болырга тиеш. Все, вот вам задача это. Я вам вот конкретно такую вот делаю задачу. Ваша задача увеличить Башкортостан белән Татарстанны халкын. Хоть кайдан. Главное, как говорится, һәр бире башкорт һәм татар телен һәм милләтен уважать итә торган бала туулырга тиеш. Они такие вот эти нацисты Малафеевы нам не нужны, которые перемкнули на сторону сильного, как будто бы. Они думают, они сейчас сильные. Но ни хера они не сильные. Они уже на шайтанском пути, и сами понимаете, Аллах Та'алям шайтанны юлын кыскарткан. Он никогда не будет они, как говорится, успешными. Они сгорят все равно, рано или поздно. Просто время надо. Шунарга туганлар, бізге ничек болса да хазыр в первую очередь нужно собрать войска от 30 до 50 лет. Молодежь нам не нужна. На молодежь нам, как обычно, нужна только внутри поддержка. Информационная поддержка не помешает, проблем не будет. Утазан или Яш должны подготавливаться на оружие. Мы должны воевать. Мы должны уничтожить Москву до Талова.
чтобы никогда больше московское какое-то правительство нашу сторону даже не зарекалось смотреть. Вообще даже она не должна даже очнуться, чтобы посмотреть на нас. Түптән кырып ташларга тиеш без аларны. Полностью снять скальп с них. Полностью. Пока не снимем скальп, как у индейцев снимали скальп, да? Англичане. Или кто это, блин, делал? Вот мы то же самое. Москву так должны сделать. Снять скальп с москвичей. Чтобы они никогда больше в сторону Татарстана и Башкортостана не нападали. Не то, что до нас, до нижгарских татар даже не трогали. Везде, где будут татары, башкортлар, мы тоже это создадим. Как они там защищают узкий мир Молдове, узкий мир Приднестровья, узкий мир Гагаузии. Гагаузии какие могут быть узкожопые? Объясните мне. Гагаузы, понимаешь ли, хотят в Россию. Или там хотят независимости от Молдовы. Это же идиотизм полный. Гагаузы это кто такие вообще, да? Это типа какие-то мусульмане, не мусульмане, турки, не турки. Что-то в этом роде. Хотят, понимаешь ли, независимости из Молдовы. Поэтому бізге ондай выходки вот эти узкого мира не будут прокатывать нигде. И нижегородских татар, пензенских татар, и везде, где будут татары и башкортлар, Сибирь башкортлара, мы будем обязаны защищать. Это получается, значит, мы будем создавать им там какие-то автономные территории, чтобы они там развивались, размножались и максимально могли переехать в Татарстан и Башкортостан. Поэтому нам нужны обширные территории. Не вот эти закорючки, которых мы сейчас держимся, так называемый регион Башкортостан и Татарстан. Мы же даже не республика, регионы, блин. Областя, деревушки, в конце до концов, сделали из нас. Придаток московского захвата. Откуда только окша. Окша гана бир, блядь. Окша бирсаң, мы, как говорится, живем. Окша бирмәдеңме, все, үтерәләр. Жаңағы вот этот дикий камбойский вариант уже нужно отставить. И им сказать, что узкий мир уже нам никто. И мы узкому миру не будем никогда в жизни подчиняться. Никогда. Поэтому как-то, я не знаю, идите нахрен что-нибудь другое захватывайте, если у вас уже останется там вообще сил. Потому что у них своего армии даже нету, если на то пойдет. Они, вот я читаю вам Алдар Батыр, там говорится, что они убивали нашими руками. Руками чувашев. Кого захватывали до Казани, до Башкортостана. Вот с ними они заходили туда дальше. И также в Туркестан, в Узбекистан также шли. Біздің ата-бабаларыбызны олар қарама-қарсы қылған біздің өзбеклерге. Татарларны қарама-қарсы қылганлар. Понимаете? Само собой, потом вот этих сраных дашнаков еще засунули, уроды, армянларны индусского происхождения, как мне сказали где-то там, цыгане. Индусовские цыгане, блин, это дашнаки. Понимаете? Это получается явно, блин, Арарат точно никто не делал. Арарат гора, понимаешь ли, армяне создали. Это какая-то нахуй загон, блин, из 1,5 миллиардного индусского этого обезьянистского территории. Загнали кучу уродов и создали Армению. И эти армяне сейчас мозги еще нам Башкортостана хотят делать. Курай поет, понимаешь, она. Овца это еще. Поэтому вот этого у нас уже кусасы киле. Мына уже бүтін әйбер сөйләнеп бетте уже. Бүтін әйберне битен сезгә сөйләдек, әйттек, мына нәрсә эшләргә безгә, ничек біз күрәбез жизнь, как я вижу. От вас теперь движения нужны. Движение вперед. Куркып утыру уже бетте заманасы. Мы живем в 21 веке, страх у нас не должен быть вообще.
Мы увидели уже в телефоне, что такое Палестина, Сирия, убийство, отрезание голов, бардак этот мы уже увидели. У нас нет страха. У нас нет страха. Поэтому мы должны уже конкретно подготовиться походом на Москву. Мы не должны, как говорится, церемониться тому, что вот-вот-вот сейчас придет час X Габасова. Кем ул Габасов? Кем ул бізге час X әйтергә? Меннән бір-ике яш зур. Ну, 5 яш может зурдыр. Хрен знает, какого года он. 82 ме, 83 ме? Кем ул бізге? Лидер түгел. Лидерлар күп булырга тиеш. И һәрбер лидер между собой должен дискуссировать. А Габасов даже на дискуссию со мной не может выйти. Он не хочет. Потому что кешегә сайламый мине. Мин бит кеше түгел бит. Хули. Әйтергә, ул гына кеше. Поэтому, туганнар, безгә срочно найти нужно человеческий вот этот потенциал, который именно уже готов взять оружие в руки. Вот прям мына кулга уже мен алам, мылтык, короче, все, Мәскәүне барып сыгып кайтам. Мына безгә шундый кеше кирәк. 30-дан 50-гә хәтле. И мы должны вместе все, как говорится, сплотиться, договориться, где, что, с кем, и уже идти этим движением уже вперед. Собираться. Внутри ничего не делать, самодельничать не надо внутри. Внутри вам ничего не даст. Алсынов он утра. И плюс, вспомнил, да, новости, я уже сегодня уже новости не смогу читать, тупые просто новости. Читать тоже иногда неохота. Почему? Потому что вы сами тоже можете читать эти новости. Я как этот не могу вести эфир, постоянно читать новости, как этот, блядь, Майкл Наки, блин, читает чужие новости и преподносит это вам в каком-то своем репертуаре. Вот это я постоянно же вам делал. Ну, что-то не прет на меня это. Не прет, реально, потому что кажусь, как будто мен сізге ақыл öğретем. Как будто мындан сіз өзіңіз оқи алмайсыз. Меня будет ничектер не то, понимаете? Это, может, вам кажется как-то, но мне кажется, что это не то, да? Поэтому мен не могу сізге ақыл öğретергә. Может, сіз меннен ақыллырақсыз. Просто молчите. Поэтому вот это постоянно вот это читать тоже я не могу. Иногда будем читать, может быть. Посмотрим, если тема будет интересная. И самое интересное, что вот это явление того, что, блин, мы должны вставать и что-то действовать, уже мы должны действовать. Все, другого у нас шанса не будет. И ждать когда-то там Украину, как мы ждали, да, я уже даже за Украину уже не могу сказать даже. Потому что они то договорились, то не договорились, блин. Уже, видите, по новостям даже уже не успеваешь новости даже слушать о том, что там договариваются они. Туйдырдылар, дұрысын айтсам, туйдырдылар. Уж была и туйдырдылар, блядь. Поэтому, чтобы вот этот туйдру, так скажем, диктатурная система Путина не может договориться с Зеленским, подавно с Трамплином. Потому что Трамплин для него чмо это. Чмо старик, которого крутит другой старик. На пальце, так скажем, или на члене. Вертит. А американцы придурочные, они не могут понять этого. Я же вам изначально говорил, что бзик, ну, бзик уж это неправильно, вшивость нет, понты нет. Какое-то вот еще одно какое-то слово я говорил. Вот это, хитросделанность. Уж ругаться не будем больно. Хитросделанность нашу, именно вот эту СССРскую, он içinde грузины, может быть, там, армяне те же, любое, узбек, казах, кыргыз, нашу хитросделанность американцы не победят. Из той категории. Татарин родился, еврей плакал. Из этой категории. Они не победят нас. У них нет этой сделанности, короче, с угнязом. Хитросделанности, понимаете? Нету у них этого.
У них есть в своем образе, может, но в нашем образе его нету, поймите. Как бы нас они не победят насчет этого. У них не хватит интеллекта, чтобы нас сделать. Сори. Чтобы нас сделать, американского, даже европейского интеллекта по хитросделанности не хватит. Вот мен айтым дерсіз. Мен это уже 1000 раз перепробовал на своей шкуре. Это. У них нет этого. Потому что жизнь ихняя легкая. У них нет трудностей. И когда нет трудностей, люди привыкают к стабильности. А у нас нестабильность, нищета приводит к хитросделанности. Мы ушлые, вспомнил это слово, блин. Мы ушлые, ушлые, понимаете? Наша ушлость это дар, можно так сказать, от Аллаха. Нашу ушлость, ну, не знаю, никто из Европы и Америки не сможет этот переделать или там победить, или нас обмануть подавно. Поэтому Трамп, путинасоса, не сможет обмануть. Зеленский, когда говорит о том, что Путин врет, надо слушать Зеленского. Зеленский, все-таки, хоть и еврей, наш человек. Из СССР. Да, вы можете сказать, наш СССР мохтыйсан. СССР мохтамыйм. СССР bizni shundiga yosadi, bizni shunday hayvonga yosadi СССР. Biz shunday yovuz, shunday хитросделанный, ушлыйга aylandik СССР orqali. Понимаете? Даже, грубо скажем, не то что Трамп, обычные же медведи в лесу нас всех будут обходить мимо. Будут бояться. Я так уж утрирую. Потому что нашу хитросделанность, ушлость, ну, я не знаю, никому из европейцев и американцев не дано. Они, с одной стороны, может, они внутри себя хитрые, там, что-то движухи делают какие-то там, как этот Путер говорит, но как мы движуху, им во сне не снилось. Поэтому вот эта движуха Путлера сейчас может обойтись американцам и европейцам боком. Шундыхаль, дуслар. Короче, сағат 4 болды. Мен везде уже поет, будильники. Будем отлучаться. Тогда у меня просто это надо сухур сделать. И ураза бетінде. Шунарға. Потом намаз оқырға керек. Отырғанларға рахмат. Мына 4 кіші отыра до конца. Мына рахмат зор. Максимально репост, максимально комментарии. Где что я лишнее сказал, пишите. Битке прям языгыз. Будем обсуждать. Пишите в Телеграм. Подписывайтесь. Распространяйте максимально, если можете, если вам интересно это. Потому что нам нужно независимость Башкортостана и Татарстана кровь из нос. Это поменяет весь шаблон России. Как я и говорю, отрезать половину России. Точнее, не отрезать, а порезать пополам. Мы как раз-таки на этом участке, вертикали будем. От Казахстана до Новой Земли. И вот потом уже будем плясать по нашей дудке. Мы будем уже диктовать этим узкожопым, как жить. Вот шулай. Шунды хабарлар енді, дуслар, мен уже, я не знаю, вам вроде бы максимально что-то рассказал. Может, что-то где-то упустил, не знаю, но будем прощаться. Будем, иншаллах, как-нибудь выходить еще дальше больше. Может, уразаданцам сделаем эфир. Харарбас. Пишите какие-нибудь телеграм или куда-нибудь какие-нибудь вопросы по Башкортостану, Татарстану, языгыз. Мы будем это обсуждать в телеграме, потом это выводить будем на эфиры. Если хотите, вот так. Задавайте какие-то тон эфира, так скажем. От Башкортостан һәм Татарстан исменнән.
И мы будем это поднимать на эфиры и будем это продиктовывать, как говорится, конкретно вместе с вами. Халық белән бергә. Но, сами понимаете, наша задача избавиться от московского вот этого правительства. Полностью, чтобы мы управляли Башкортостаном и Татарстаном с народом вместе. Народ должен управлять нашими, своими, точнее, землями. Шулай. Безгә кеше нәрсәсе хакы кирәк түгел. Ну, үзебезне хакны без алып алырга тиешбез. Кайтарып. Урыс безнең хакларыбызны ашап ятырга тиеш түгел. Дармоед. Мы должны, как говорится, все это закрывать, это окошечко. Хватит уже халявничать на нашем, как говорится, пастбище. Вот так вот. Это наша корова, и мы ее доим. Мы должны доить эту корову. Ну, исән сау, дуслар. 40 минут даже мында запись булган. Ёптым, короче, аны да. Будем закрывать тогда. Так, 10 кеше тикток, 7 кеше тиктокта булган. Рахмат всем. Мерси боку. И кеше ютубта, ябам мен ютубну тогда. Беренче, и я вам скажу. Тоже всем рахмат. 3 часа 30 минут я вел, оказывается, эфир.